Маршал, это другой турпал. Машо, турпал. Изю куча новость, стою шуредас. Ешаму конча еш хала дала. Только что прочитал новость о том, что США закрывают Радио Свобода и все его дочерние структуры. Не только свобода. Сразу предупрежу, что наша к этому не относится, потому что наше радио Машу. Конечно, это огорчает, потому что я лично был знаком с некоторыми ребятами, работавшими в русскоязычных подразделениях радио. Они создавали много интересного и качественного контента. У меня даже есть благодарственное письмо от Радио Свобода за помощь в разработке креативной идеи, которая позволила им эффективно привлекать новых читателей. Посмотрим, кто теперь займет эту нишу. Это пишет какой-то мистер Этео Саунединат. То есть это такая вот новость. Еще дерьмо, Голос знаете, да? Америки. Голос Еще Америки. дерьмо, русское дерьмо Он сказал, закрывается. Это, конечно, хорошо с одной стороны, один тоже что, сказал. что как бы все лишние вот эти вот бабки, которые, казалось бы, поступали для развития свободы слова, но на самом деле они шли на русскую пропаганду в своем большинстве. Но с другой стороны, это хорошо, потому что русская пропаганда не будет развиваться. И, ну, короче, с одной стороны, это хорошо, что да, закрывают это дерьмо, а плохо то, что как бы это должно было быть развито, развиваться, но только по-настоящему как бы в русле радио свободы. Ну, может быть, они альтернативно уже новое что-нибудь откроют, да, мол, уже действительно, где свобода слова, нигде русская помойка. Там Кавказ, фекалии, радио свободы, туда-сюда, вот это радио, надо на пьет. Короче, иштумдух, иштхабух. Как теперь, где будут озвучиваться тезисы и эти аналитические справки Билла Киева, Тумсо? Ну, пока на дожде, на настоящей России, на Кавказский узел, там есть альтернативы еще. Но это тоже западное бабло, так что там тоже зачистка будет. Вторая новость. Йемен. Полная атака. Четвертая уже атака идет. Томагавками. Аллаху Акбар. Аллах, Рейс Хуил, Дон Ахчо, да будет доволен тобой, Аллах, за вот это. Ты тоже в курсе новости. Они мне написали с Госдепа, что мне дают Ахчи, будет радио Дон Ахчи. Но это точная, да, инфа, которую я сейчас зачитывал. 100%. Да, точно. Маша Аллах, с нами Аллах и Аллаху 4 Акбар. английских пулемета. 4 раза. Аллаху Акбар. Людей было читать для понта. Ибраим, что за новость? Повторите вариант видео, ёпкается. Я очень верю. Радио Машу, хуй из радио Свобода, помойка, я с русский, который на госдеповские бабки работал, из-за Даолчу. Голос Америки. Новая какая-то. Новая российская. Новая Это... газета, нет? Нет, не новая газета, еще есть новая. Настоящая Россия есть, новая газета, Кавказский узел, Настоящее время. дождь, духиш. Они полностью научились. Не, это свобода. Это по воле... Новое время. Ибраим, это по воле Новое Аллаха время. или по воле Трампа? Ну, там, видимо, согласовано. Вообще все Всё, по воле понял, Аллаха говорит, происходит, а Трамп, Путин, они все исполнительные просто, пешки. Все по воле Аллаха. Аллах, рейс Хилс, Аллахом. Молитесь, чтобы вас не закрыли. Руслан, на уши, there is will, Della, there is will.
Чтобы нас закрыть, надо, чтобы прекратили наше финансирование, которого нету. Радиомаршу затрагивать я государь бояти по этой программе. Надо писать Пять, сейчас. пять, пять, Свайник напрямую, Ибраим, прямую. надо Машаллах, писать сейчас. машаллах. Без русских прокладок. Финансирование перестали к нам, надо сказать. Писать надо. Монету большую, Аллах, Густопшин, неужели вы не уверуете? Собственно, было радио, свобода, да, чья получилась. Собственно, большого Аллаха. Митинги ожидаются от партии, демократической партии Нохчи, там, Аз, Тумсо Абдурахманова, от Пила Киева, от этого НИСТО, Милюш больше, Адат. Они выйдут на митинг против этого решения? Пикнуть не посмеют. Пикнут. Они уже выехали в Йемен, там будут митинговать. Это же Да. их Решили площадка, там где устроить озвучивают, демонстрацию. где транслируют. Они должны как-то В Йемене их среагировать. мочит. Трамп в Йемене их мочит. А Путин почему вот эту форму на себя одел? Дешевую. Заставили, Показать. заставили. Да Кто нет, его будет показать перед спрашивать? своими. Вася. Он очки набивать. Первый раз появился. Смотрящий заставил одеть. Короче, Путин законно подготовился уже на джихад. Войско Иисуса, алейхиссалям. Но у него другого выбора нету. Как бы там Трамп не вертали, не виляли, это все бесполезно. У него другого хода нет. Ему на этом троне придется вот так вот дожить. Аляхуддинов ему поможет. У него там генерал есть, Аляхуддинов. Аляхуддинов есть. Аляхуддинов, это там у него еще в штанах бутылка все еще, извиняюсь за откровенность. Поэтому вообще ничего из себя не представляет. Абсолютно. Все они будут. Воины. Бутылку вынимать даже не разрешают. О чем там еще дальше говорить? А кто же про них теперь напишет? Российские войска. Вот вы говорите. Кто же, Российские войска, разведчики. кто же про них теперь напишет, если радио Свобода нет? Кто про них напишет? Кто про них расскажет? Вот, Филипп Кондрашов расскажет нам, гость. Радио не свободу придумают, вот и на нем будут рассказывать. Пускай нас финансируют, через меня будем откаты делать. Я много не сворую. Оставлю по-божески. Откаты через меня, вы там будете все чистые, а я буду эти Как вы те грязные говорите. денежные дела решать. Как доберете все вор. Если Путин примет ислам, он же официально, имеется в виду, официально примет там шахаду, сделает, он же шах и мат всем поставит, так же? Почему он этого не делает? Его свои же повесит. Дон Арчо, как у вас там с черемшой? Отлично. Ем вдоволь. Дефицита нет? Не, полно. Ты там, походу, никого местных не учишь, чисто стихаря сам себе все вот это производство черемши направил. Не делишься существованием вообще такого блюда. Нет, тут своих хорошим людям рассказываю. Мы Надежными, ее, короче, не, можно ее, как бы, с ее тут надежными очень, поделиться.
Ее тут очень много. Очень много. Намного больше, чем в Чечне. Тут леса, тут ее полно. Её. А сорт хорош? Отличная. Вообще. Отличная. Она такая даже как-то более, она более даже такая вот чеснок, как бы более такая ядреная. То есть очень, очень хорошая. Лучше, чем бамутский, что ли, сорт? Ну, как бы короче, она острее на любителя. Вот, я уже за бамутскую, вкус забыл бамутскую. Она острее, а тут она какая-то вот более такая острая, что ли. Как шавель сибирский. Короче, хорошая. Донахчи, ты Ну, за кого голосовал в 91 году? В смысле? Никого он не голосовал. Ну, А, выборы были, президента, парламента за были. За кого? Черноволу. За кого? Моя семья за Черновола голосовала. Не, я имею в Которого виду кандидатура президента. в Чечне? Да. Ну, Ичкерия. Мы за этих за советских генералов и Нет, коммунистов не подожди, голосовали. подожди. Выборы были кандидаты, несколько человек. Вот за этих несколько человек, кого из них ты выбрал? Напомни, кто там был, Голосовал. кто там баллотировал. Дудаев, кто еще там баллотировался? Борщигов был. А еще кто? Так, еще, 4 человека было. еще были там несколько. Ну, ты же помнишь, ты за кого Не, голосовал? меня на тот момент физически там не было. Там были мои родители, родственники. Как Гапурович баллотировался тогда? Нет. Не баллотировался. Из них были те, кто коммунистом не был. А Хаджиев, вот такие, они же, по-моему, не баллотировались, они как официальная оппозиция не были, насколько. Ну вот сегодня человек был, тут много интересного тоже рассказал. Так что, ну я как бы знал об этом, ну тут подробности сегодня рассказывали. Хаджи двойную игру вел. То хотел вице-президентом быть, то за Россию. За депутата какого голосовали? Я не знаю, меня не было физически тогда. Не было, все, я забыл. Там мои родители, мои были родители и близкие родственники были. Я не знаю, что они там делали. За кого голосовали. Да, Скорее всего, ни за кого. Там же Донорча, парламент у какой-то Украины, выбирался. у Украины за кого ты голосовал? Нам там Можешь уже не сказать? до этого. Нам там не до этого были. Мы собирали манатки, бежать оттуда. А не выбирать непонятно кого. В Украине голосовать имеешь право? В Я знаю, Украине что 53% русскоязычных голосовали за Дудаева. мы не русскоязычные. Какой язычный? Ну, Сейчас говоришь по-русски. смотри, мы отдельная каста. Там Не отдельно. бывает. Мы Когда отдельно говорим, Нет, мы Это себя. что за сепаратисты, что ли? Я не понял. Не, мы себя грозненским русским. Это отдельные. Мы к ним себя не причисляли никогда. Вот. А какой у вас русскоязычные, язык? Язык армяне, какой у вас? евреи. Погоду, сепар. Не, Не, какой язык у вас? Донахчи, вы отдельная нация. Какой у вас язык? я же рассказывал, что мы этнические украинцы. Мы песни пели на украинском языке.
У нас имена Сейчас Петро, хотят. Ну, Петро. получается, вы украинцы. Украинцы, Мы получается. этнические украинцы. У нас имена Ну, Петро, всё. Павло, Василь. У нас Ну так, все, понятно. Нет у вопросов. нас так в станицах и звали людей между собой. Вот так, по-украински звали людей. Ну, говорили, в быту говорили на русском, но песни пели на украинском. Как еще объяснить? Русскоязычные. Мы, знаете, что вот это вот манипуляции с понятием русскоязычный, да? Я же говорю сам, говорили по-русски. Смотрите, нет, Значит, говорили по-русски, нас обозвали русскоязычным населением, нас тоже в эту армяне, кучу, которые здесь жили, нас в эту кучу евреи. Смотрите, я вам говорю про вот эти политические, вот эти вот выкрутасы и манипуляции. Нас Я, всех, например, родилась в Тбилиси, и поэтому я абсолютно по менталитету грузинка и Вот, тбилисский человек. Я скажу свою субъективную позицию. Я имею на это право, потому что я русская. Несмотря на то, что я там украинка из Грузии, это все равно большой вот этот мир. Я русская. Несмотря на то, что я там украинка из Грузии. Я русская. Я локец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. да, они все там Ничего не видели, вот эти Похоже на аналогии. Да, нормально. Сначала в 90-х, в 90-м там. Ингуши, бандформирование ингушские. Начали нас там притеснять. Ну, чеченцам было не до нас, потому что вроде... Бедные казаки, как и русские, да. вам нигде жить не дают. Как и русские, всегда угнетают вас, бедные русские казаки. Куда нам вас деть? Это вот песня, вот «Ойся, не бойся», это чья песня? Это любимая песня Ибрахима. Не, она чья? Она украинская, русская, казачья. Что такое вообще ойся? Да, что такое вообще «Ойся»? Может, это мойся? Хотя бы месяц, как арабы, Ты мойся. мойся, все равно Почему не замолчал? смойся. Донавчий, почему замолчал? Куда ты делся? Да вон, Куда ты делся? а вот это, тики, вы что? И вопрос делаешь, в Эдмоведе, Ибраим, представь. Больная тема. товарищ. Melvek koçuakçı neyse huliş sam şimdi yaşlı bir alındaç. Sesleri ne brüdet yaşlıçı çoğu aduak doğru şumdat mevsiye ne yiyeceğim ne diyeyim. İşte şey akurat ne distolş hoşlu sorunu ve çoğu yer distolş uyza. İşte akurat ato ittiyakta guytun araya волшур. Велруатsi. Дешин Ойся называли казаки чеченцев и ингушей. Если надо взять на заметку. Текст, Юрий, вы слышали эту песню вообще полностью? Слышали? Это еще дивизионный гимн, так сказать. Бойся, ты меня не бойся. Я сейчас зачитаю вам несколько строк оттуда.
С изменениями, с поправками. Ну и Вот ты Гошон, и Дон Авчи, и ищ Ахмаин, вот ведеркой сразу. انت جوان سواي كولتورنا هم باتيفون كتم كذا شن سويدا جدوخر ريجن كذا كيشتم تي بساتروچ شانتري ديلكشن تايا Я полагаю, появление этой песни как-то связано, что в войсках Ерломова большую часть казачьего войска играло, наверное. Конечно. Да, там разбираться в этом, как говорится, в навозе, какого он сорта, там неинтересно. Ну, то есть это Суть в том, еще какая-то отшлифованная версия получается. Истории вещи даже дады, что акчены, столько-то сотен казачьи подразделения, что ли. Перечислять yok, Санядин полкер, Куринский полкер, Киполкер, и столько-то казачьих сотен. Обязательно эти казачьи сотен, 5 сотен, 6 сотен, 7 сотен принимали во всех Саюрт Ягучен, Хульшхалбуш обязательно. Не меньше 5 сотен, 7 сотен, 8 сотен. Дائما يش доксу. Обязательно во всех и регулярных подразделениях шьются, что и обязательно казачьи сотни и гарвы там местные шбуй. Дагестанская полиция, Кабардинский, дагестанский ЛР, Кабардинский, дагестанский, Кумыкский, обязательно. Вот эти подразделения обязательно принимают Кумыкский участие. еще. Дагестанские и кабардинские уж и дагдоксу. Мела اشتويك بيزن بولش ولا اشتويت ثانية احنا اشتمل ويهم دولة دوشة اشتويت ثاني نروني قميل دغيش هم ديودوتو ويغو كنوك إيهم تتوسون باديش Ja, elde eller sa estawe masarar ol nayes do ak tad kwerchwa dek sur not eriat shul sa no adol ni boy te ben ishtariat shul ho kak te we wadut sa akurat we hum li lich dik keder we it yahtagar risaf we taki we ده shtarak تزابر shtarak هم زابر هم ويا يش ترى goshune ها نجع شيء ملو ووز ترى هم ده سو تجسي تيش وجوانا نيجات gasit تيش to ودولة she me belni tema itaga er wolak sa we dizit a wo we yitshol shdoit sa erier shol she we ima im sabiyo هو er ein er halt em shilir elno غال عين وإذا غال دقوا ونحجنا ديك نشخل هو نشخل أكشوه شو شو تا إت كوشو سويش تا أكوراتنا
خزاخيو تيتش أبسوش دات دي شوم ديش إيمن تسا نيجاتيف حالة إت كوتش غيرتون جواب دلور دات هارو أقي سستر نبلو داشي كان تحبش نيس كيتر بات وش نيس كيتر بوتون براز دا وش تساوي أكورات تنسوت يحجم ديك ويدك خلش ديك خردرق ويليسو حرم شاووس كانت الواتر اشتويت إيلوش وديريش اشتعيد ليمر حووش خرويس Он хочет иск подать в Международный суд на правительство Ичкерии. За то, что правительство Ичкерии Предаева гнобило их казачье какое-то там общество, Асиновское и еще где-то. И мы должны, короче, это нормально воспринимать, его действия. Потом еще есть документы с этого Асинский, откуда он родом, возможно, даже его родители там участвовали. Есть заявление к Ельцину угомонить чеченский народ, потому что они там что-то их притесняют. Вот. Эдэлцэ Ну, луэла как датса ну, кафе, давал метик мацеютиво, царники, и Он не жил, Асник, он не жил, он в Грозном жил. В любом случае, вей кумбахи, вей шик, дек дальше, но да, эти Представь, мы сейчас приехали в Европу, живем, допустим, в Германии, у нас там где-то 100 тысяч человек. Эти 100 тысяч человек мы пишем письмо в Россию или в Америку и говорим, что вот немцы притесняют наше 100-тысячное население чеченцев и примите меры физического какого угодно давления. Ему хардар. Albert, it's had a go and chewy and when Kichu stuck what it chew a quite soon is still really certain is a holy. Tap when chew you chew a car or let's have. Шеметте есть, он должен знать свое место. يوزا وتشن خايت هو خايت غير تردوت зачем تشن خايت متك سمتك وتشن هو وإيال شو كلش تمشي أوكرانيا عشو وي просто وي دوي وي говорит дешь man я раски разные казахи. Нет, дело в том, что он свою пропаганду прогоняет. Эти, короче, нохшиш и швата, и нацун. Он говорит, что геноцид сделали чеченцы по отношению к его обществу. Видите, он это прогоняет. Он ходит на всех площадках и говорит об этом, что чеченцы в 91-м, 92-м, 93-м, 94-м году их терроризировали, чеченцы. Независимое государство, империя, их терроризировало на государственном уровне. Камил Дешмау, это пятая колонна, это специально он там вводит в заблуждение остальные какие-то площадки, другие населения, другие нации, другие государства. Глобально это не имеет никакого значения, потому что это вопрос политического капитала. Никто не послушает представителя казачьего там Как не послушать? Как не послушать? Он сказал. Извини меня, подожди, я тебя перебью. Эти уехали, которые там вот уже прошло 40 почти лет, или 30, сколько там лет прошло, до сих пор мы никак не можем опровергнуть вот этот фейк о том, что геноцидили русский народ в Чеченской республике, что у них забирали дома, что их убивали, что их шантажировали, брали заложники. До сих пор даже некоторые чеченцы верят этому. Извини меня. Нет, просто опровержение или поддержка того, что было или нет, это все сводится к вопросу политического капитала. Поверит или нет? Верили допустим, уже, армянам поверить. Уже поверили. В Соединенных Штатах у них... Уже поверили. Я уже 30 лет верят этому. Госдеп... Понимаешь ты?
Я просто не уверен, Ну, как ты не уверен? Я как к этому по относится факту чеченская говорю. Ну, диаспора, я с ней не все знаком. говорят, что чеченцы терроризировали, геноцидили русский народ, который находится в Чеченской Республике. Население, русское население геноцидили. Это же факт, это так говорят же, это факт, что говорят. Хотя этого не было. Ну, Этот утрировать тип, и короче, тоже гиперболировать прогоняет эту на... ситуацию. Он будет говорить, опровержений никто не будет делать, и также это будет продолжаться, и потом в истории так и останется, что чеченцы вот такие бандиты, терроризировали русское население, потом казачье население. Вот. Я глобально в дальнейшей перспективе это никак не скажется ни в позитивном, ни в негативном ключе. Это капля в море, не имеет большого значения. Как ну, море, извини меня. Для Там международного, опять-таки, для одно международного на другое политического капитала... накладывается. Сначала Нет, терроризируется, подожди, якобы терроризируется русское население, потом якобы объявляется шариат, потом якобы там это, потом якобы то, потом якобы Вот все. шариат, вот шариат, да, это большой плюс к дискредитации, да, с этим я согласен. Это в комплексе. Поэтому, Это в комплексе идет. нет, это не в комплексе. Нет, это не в официально. комплексе. Нет. Это не в комплексе. Вот в прошлом чате, да, кажется, вот вы, Альберт, поднимали тему политического капитала, как улучшить имидж. Ну, допустим, можно взять пример больших крупных признанных диаспор, еврейской. Ну, еврейская контролирует американский истеблишмент, а вот армянская, она показывает на примере, что армяне – это ремесленники, средний класс работников. Показывают на примере, я не помню, как этот город в Калифорнии называется, чисто армянский город. Они показывают... называется этот город. Да, Глэнсдейл, вот. На примере своей диаспоры показывают, что я всегда отсылаю тебя к шутке. Как-то в Калифорнии какой-то белой женщине в Рождество подошел армянин, говорит, Мэри, она испугалась, позвонила 911. Ну, то есть, с чего вдруг араб ей говорит Merry Christmas? Ну, то есть, так как европейское общество построено на фундаменте христианском, то есть нужно как либо эти ресурсы использовать, либо какие-то другие светские, чтобы как-то политический капитал заполучить. А так, да, клеймо шариата есть, это, с этим я согласен. Ваххабизм, а вот про геноцид меня, как стороннего и незнакомого отдельного от чеченской культуры человека, до меня это не доходило, по крайней мере. То есть это главные пункты дискредитации нации. Вот. Ну, до тебя, может, и не доходило, ты где-то там, и там был где-то в тот момент, но общеизвестный распространенный фейк, вот этот, мы до сих пор пытаемся доказать, что мы не крокодилы, не обезьяны, потому что просто массово на этой планете распространяется этот фейк, что в 90-х, в начале 90-х, после объявления независимости чеченцев терроризируют русское население. Вот это общий распространенный фейк. Вот этот. Он существует, он работает и действует до сих пор. Да, просто я связываю это с вашими словами. Трудно опровергнуть, понимаешь? Очень трудно опровергнуть это. Вообще практически невозможно опровергнуть. Потому что я хочу привести это массово. в смысле, что это будет молодым лицам, допустим, сейчас никто не приемлет, что они там якобы уничтожили 6 миллионов евреев. Хотя там по официальным почти уничтоженным документам в районе 300 тысяч. Я имею в виду, забывается. Но что-то фундаментальное, которое в перспективе дальше уже по амплитуде пойдет, это посмотрит, кто вы, христиане, кто вы, светские люди. По таким критериям будут давать поддержку, а не потому, вы геноцидили кого-то или нет.
То есть сейчас, допустим, и сербов принимают, и поддерживают, и понимают, что война в Югославии — это неправильно, хотя они там все друг друга перерезают. То есть, что-то, что забывается. Что забывается, когда уже определились с государствами и признали государствами. Вот эта бывшая Югославия, все эти страны, они признаны, очерчены границы, у них свои там бюджеты, правительство, все такое. Но ты не сравнивай с нашей республикой, которую оккупировали и полностью делают, под тотальным контролем держат и мысли, и физически, и финансово, и со всех, вот, с любой точки зрения. Ты не сравнивай Югославию с Чеченской Республикой. Нет, я в контексте, в дискурсе того, что как это может сказаться на вот политическом капитале, на поддержке сильных мира сего. Это не совсем, скорее, это не совсем бустер даже, это никак не влияет скорее. Ты что, не поднимать этот вопрос, что ли, или что? Нет, то есть не надо форсировать этот вопрос. То есть если он забывается, нужно ответить и все. Он Но не как забывается. Как раз ты его не то что форсировать, надо каждую секунду об этом говорить и доказывать, что не было этого. Ты просто не знаешь масштаб этого фейка, ты просто, видимо, не в курсе, ты молодой, в головах половины планеты, что чеченцы геноцидили русское население после объявления независимости. Понимаешь? Это просто масштаб. нет, без негативной коннотации, просто половина мира сейчас даже не знает, где Чечня. Просто на чем мейнстрим сейчас? На том сейчас вот все болеют за палестинских повстанцев или за израильское формирование, то есть и так далее. Только потому что это вот именно форсировано, а не то, что это действительно случилось или нет. То есть в реалиях Нет, подожди, ты, видимо, не понимаешь всего. В контексте всей борьбы чеченского народа это играет очень даже одну из основных, одна из основных тем, это, понимаешь? В контексте именно борьбы за независимость. Потому что когда мир будет рассматривать независимость, признать, не признать, они будут этот факт тоже рассматривать. Поэтому если мы его будем игнорировать и не принимать внимания, не бороться с этим, то он так останется фактом. То есть Да, нет, конечно, я согласен, что и в опровергать это, конечно, в нужно. комплексе будет это тоже рассматриваться. Ну, почему ты пытаешься убедить, что не надо это Нет, делать? я здесь нахожусь, чтобы вас послушать. Я просто выражал свое мнение. Простите, если вам противоречит. Смотри, короче, вот тебя облили грязью, сказали, что ты голубой. Ты будешь опровергать это? Ну, если спросят, да, я скажу нет. Все. Ну, смотри, вот Но, тебя объявили по телевизору в твоем городе. И вот ты выходишь на допустим, улицу, и все на тебя пальцем тычут. Ты попытаешься я просто хочу оправдаться, сказать, что обвинить каждый тебя? не будет тычить не будет каждый. А? Я просто хочу к этому привести. Нет, ну Ведь- подожди, ну ты А что, может, будешь даже молчать, никто. что ли, или что? Как ты будешь действовать? Ну, мы говорим в рамках государства, Как мы не в говорим рамках одного конкретно взятого о человека. вещах, говорим. Это справедливый пример. Ну, дам опровержение, как в Ну, какой-то платформе, которая представляет меня, не знаю, будь это Твиттер, Телеграм и все. ну, ты будешь... короче, ну это же там такая болтовня, не имеет значения. Ты же не промолчишь? Я просто хочу сказать, КПД на данный момент от этого Да, минимальный. я тебе и говорю, КПД какое у тебя будет, если тебя объявят этим голубым? Я не знаю, я же не голубой, я не знаю, что Твой может быть. КПД на максимум, ну да, ты не голубой, но тебя объявили, тебе же надо теперь очиститься.
Ты же, Нет, я понимаю, просто нужно максимум. в моей голове, в моем воспитании это складывается так, что, я не знаю, интимные Нет, подробности подожди, человека, тебя весь город, весь город ну, тебя объявили. Это ну, фейковая новость. Но поди докажи теперь обратное. э, даже не знаю. А зачем Ну, доказывать? Хорошо. а Нет, ты теперь хочешь, чтобы Чеченская республика Ичкерия да. молчала на вот эти обвинения в геноциде русского населения? Нет, я говорю, что нужно просто... Ну Кто что ты представительный говоришь? Ты ничего орган? не Вот говоришь. Ты ничего Нет, не говоришь. Когда нет, к тебе Чеченская когда демократическая тебя это партия, лично она представляет... касается, Нет, она подожди, представляет когда интересы лично, да государства. подожди ты, короче, замолчи. Когда лично тебя коснулось, когда ты на своей шкуре почувствовал, тут ты начал мямлить, понимаешь? А когда коснулось каких-то посторонних людей, посторонних государств, тут ты, короче, начинаешь вилять. Там, Я не да, вот так вот мямлю, можно. просто я не знаю, как действовать в таком случае, просто пример несостоятельный. Вот Ну, именно, причем здесь если ты не знаешь гомосексуализм действовать, какого-то... не надо Нет, какого-то советовать. отдельного взятого человека и трудно доказуемые, а вообще несуществующие вещи, как геноцид. Вот именно. Если не знаешь, то молчи, понимаешь? Так я не говорю, что нужно это не Так ты опровергать. говоришь, как не говоришь? Ты говоришь, не надо это сейчас озвучивать. Не, ну ладно, хорошо. Все. Я этого не говорил, я сказал Я форсировать. вообще тебя не понимаю. Ты вообще как ты с логикой дружишь? Да, нормально. Не, вообще, ты сам понял, что ты это замкнула тебя, понимаешь? Ты Не, противоречивого. но если мы возвращаемся к предыдущему тезису, просто стратегически это не имеет никакого значения. Это не Да ты не очернит и... умничай. В смысле не имеет значения? Если тебя объявят голубым, это не имеет никакого значения? Причем здесь голубизна и какой-то геноцид? Как это можно сравнивать? Это Так, дебильный так, пример, максимум так, это дебильный так пример. обвинили, незаслуженно тебя обвинили голубым, незаслуженно обвинили наше государство в геноциде русского народа. В обоих случаях незакон необоснованно обвинили. Ну, эта Что ты будешь необоснованность делать? Ты будешь выявится, делать, и когда... что мы Нет, должны делать? когда начнут признавать республику, то, конечно, это всплывет. И Да тогда при можно чем будет тут уже опровергнуть. признавать республику? Сейчас не признавать там. Если уже обвинили, знаешь, уже признали, то что это за разговор, когда признают? Вот само обвинение. Ты знаешь, как вот люди со стороны это видят, как ты нелогично мыслишь. Ты абсолютно вообще... Тебе надо поправить логику, подумать, прийти где-то через лет 10. Хорошо, я просто имел в Исламе виду, нету возвращаясь к логики. тому, что Альберт вот, говорил в Альберт, том чате. Альберт, в исламе нету логики. Так написано. Он что, ислам, что ли? Нет, Исламист? да нет, в каком месте. Не, ну, Нет, ну, на видимо, данном контекст я не этапе смог тебе донести. лучше... Я имею в виду, возвращаясь к тому, вот вы говорили на эмоциях Аргону, уважаемому старшему человеку, что, ну, как мы же должны оправдать себя, свое имя, свое, что нужно как-то объявить, что это ложь. И к этому я подвожу, что это никак не повлияет на имя чеченского народа в любом случае. Потому что Я Россия со своей зачем стороны уже... в том, что я не совершал, я не могу понять. Я не понимаю тебя Пускай вообще, в смысле, обосновывают если тебя факты обвиняют... ложь, не применяют. Ты ж, может, тогда поймем его? Опровергать можно, просто... Элли уже, память, он 1000 раз сказал свое мнение. Он говорит, вот ко мне не применяйте этот метод, а вот к вашей республике можно применять сколько угодно. Чеченская республика Нет, Ичкерия геноцидила русский народ. но это Не но это говорите об перевирание. этом, Зачем? не упоминайте Ну об это этом. перевирание. Сам, подождите секундочку, извиняюсь. Альберт, сабадем, хуавофия, чакуалита, может, зацелишь работу. Истории твои.
это самое, это Латино Рум. Доскажи свое до конца. Может, поймем. Ну да, может, я слишком усложнил. Просто в том чате Альберт говорил про вот нужно оправдать себя, сказать доброе имя. Ну, то есть, и просто в моей голове сложилось, что Альберт, наверное, говорит про политический капитал, что вот как, допустим, турки в обратную делают, что не мочили армян или греков, но весь мир и так понимает, что турки мочили и армян, и греков, миллионы. Но как бы с Турцией все равно сотрудничество идет, на ее политический капитал это никак не повлияло. Я это хотел сказать. А Турция это империя была, во-первых. так, конечно, Подожди, за вы своего знаете, времени, говорит, я- подожди, вы меня послушайте, я уже послушал. Он говорит, это не имеет значения. Признайте, что чеченское независимое государство геноцидило русский народ. Если Не, не, если вы это нет, это признаете, наглая ложь. ничего из Это этого наглая ложь. плохого Это не наглая ложь. будет, что это нормально. Не, я не Обладаешь, Я понял, о чем ты. По теме. призывал, я не говорю, что это было. Я не призывал, не надо приписывать мне того, чего я не говорил. Просто там разговор был в плоскости политики, не эмоций. То есть, поэтому, конечно, вы как отдельно взятый чеченец, конечно, вы имеете полное право бороться за свою истину. То есть, я не знаю, это было или нет, но, скорее всего, это не было, учитывая, как российское государство нынче любит вбросы про геноцид. Так что, множество примеров, допустим, это, скорее всего, были какие-то гонения, но никто никого не убивал. Допустим, в Средней Азии, что на турков, месхетов, грузин тоже гоняли, но никого не убивали. Такие случаи есть. Я не говорю, что это ложь или правда. Просто в политическом дискурсе в любом случае никакой роли не играет, по-моему. И все, я лишь это хотел сказать. А так, конечно, за доброе имя нации нужно стоять. И все. Подожди, вот сейчас у тебя смотри, два противоречия. Это не играет роли, но в то же время это надо опровергать. Как это сходится? Прекрасно сходится. Есть, допустим, в логике... Там геноцидили вы, не геноцидили, разницы не будет больше. Турция тоже, он тебе привел превосходный пример. Если ты до сих пор не понял, может, завяжешь эту тему, потому что ты не поймешь. Это кому? Ко мне или к Альберту? Альберт, Все, да, есть к Альберту. Ставьте, подожди. Он все равно продолжает утверждать, что чеченцы геноцидили русское население. Где я утверждал, что чеченцы геноцидили русское население? Ну, это наглая ложь. Ну, что это такое? Ты хочешь, что теперь? Если мы не геноцидили русское население, ты же говоришь, что мы не геноцидили, так же ты говоришь? Да, я говорю, что не геноцидили. Я сказал, Ты говоришь, что мы я не считаю, что не геноцидили. Ты геноцидили. подтверждаешь, что мы не геноцидили русское население? Да, просто дискурс нужно уметь разделять. В том чате говорили про политику. Вы задали политический вопрос. Я вам отвечаю в рамках политики. Сейчас вы вводите свои личные какие-то эмоциональные Подожди, триггеры при чем тут в личное? наш разговор в Тут плоскости политики. обвинение целого государства. Сколько мне слушать это? Не, подожди, он обвиняет целое государство, что типа геноцидили, не геноцидили, и говорит, если целое государство обвиняют в геноциде какого-то меньшинства, то это не надо затрагивать эту тему, он говорит. То есть, если во Франции или в Затрагивайте, Германии пожалуйста, хотите, не будут трогайте. гнобить Я лишь говорю, какое-то что... меньшинство, то, не надо об этом говорить, он говорит. Вот что, я слышу, вот так вот слышу. Вы неправильно понимаете, я говорю. Не секрет вообще друг друга.
подожди. Давай вот, чеченцы не геноцидили русский народ, да? Смотри, подожди, у нас есть факты. Подождите. У нас есть факты. Чеченцы не геноцидили русское население. Раз. Второе. Есть факт, фейк, распространенный, что чеченцы геноцидили русское население. Второй факт. Теперь ты предлагаешь об этом не говорить. Да, я ничего такого не предлагал. Я не знаю, Прометей вроде. Подожди, а что ты предлагаешь? Viskalitaan tšakuartaan hudit hästaan suolbet. Aju jukar opet uget advičua suvi. Может, адешность не Что ты предлагаешь? У нас есть два факта, я тебе сказал, два факта. Чеченцы не геноцидили русское население, и есть факт фейка о том, что чеченцы геноцидили русское население. Что ты об этом думаешь? Что я конкретно думаю? Ну, ты же говоришь это. Я говорю, не геноцидили. Все. Ну, и что теперь? Нам что делать? Нам что? Мы молчать должны? Нет, вы можете, пожалуйста, говорите, защищайтесь, но увидев вашу эмоциональную реакцию, просто я хочу сказать, что на политическом капитале это все равно большую роль не сыграет. Вы же, в том чате сидя, просто Почему разгорелись. это не сыграет? Подожди, ты, в смысле... До этого я вам привел пример. Давайте я сейчас гипотетическую ситуацию приведу. Допустим, рассматривается вопрос в будущем. Так получилось, что удачно получилось, что Чеченская республика Ичкерия, представители приехали в ООН, там, в ОСЕ, там, парламент европейский, куда угодно, и там рассматривается вопрос о признании Чеченской республики Ичкерия. И там, рассматривается все за и против. И это бы за, там народ проголосовал, все такое, они отвоевали, они там даже силы, в смысле, своими жизнями доказали, там тоже этот факт присутствует в этих статьях. И все такое. И тут один встает и говорит, а вот они тогда, когда только объявили государство, они геноцидили русское население. Факт, документ есть. Именно в этот момент просят доказательства этого. Проведут расследование. Ты понимаешь настолько, а если это произойдет через 100 лет, допустим, через 100 лет, когда уже все мы умрем, ты, я, все мы умрем, останутся только бумажки. А в бумажках большинство будет написано, на всех сайтах будет написано, что чеченцы геноцидили русское население. На большинстве сайтов русскоязычных будет это написано. Понимаешь? Ты логику понял? Нет, я понимаю, я с этим не спорю, пожалуйста, Борис. Написано. Наоборот, тоже что-то написано. Решение суда. Если что-то не совпадает, то есть другая сторона говорит так, то это уже неправда. То есть это не истина. Другой пример Китай. Ханьцы убивают всех, буквально поглощают, ассимилируют. Но это не мешает муслам, допустим, ты говоришь, не бороться с тем, что обвиняют в геноциде русского населения. Нет, боритесь. Не бороться с тем, что чеченцев обвиняют террористами, экстремистами. Просто ваша проблема в том, что вы рассматриваете мои слова как или-или. Ты говоришь, вообще говоришь, не опровергать эти темы. Ты говоришь, вообще молчать. Нет, я лишь... Ладно, все. Простите, все. Я не могу уже. Я не могу до вас. Я тоже не могу тебя понять. Все понятно же. Он сказал то, что хотел. Повторить я не слышал, пока посидим на скамейке запасных. Дайте ему сказать, Там чувачам, что будет такой чувак. 3 часа уже еще ЧДП этого. Нам не надо говорить о геноциде русского населения. Нам не надо говорить, что нас обвиняют в этом геноциде.
Нам не надо говорить о том, что нас обвиняет, что мы Давай мы его выслушаем, может, он это он есть, террористы, короче. Давай мы экстремисты. его Об этом надо молчать, это не имеет значения. он пока и разберемся в губах, короче. Может я повторить, или кто-то может вести курс дела только зашедших будут чует. Слушай, он подойдет, дякую, что вас не буду вообще не считать, что ты Смешались, где-то я пропустил. смешались люди, да? Да, да. Непонятно, что. Тема Что вы хотели сказать? Латинорум. Сунжи. Да нет, Латинорум. нет, Что? просто человек, Альберт, говорил про имидж, про политический Забудь Альберта, забудь Альберта, скажи, что ты хотел сказать. Нет, я просто А то опять... я ввожу вас в суть разговора. Ну, то есть он говорил про имидж, про политический капитал. Я просто прокомментировал. Ну, то есть вот это. И человек обозлился на какого-то казака. Не, что вы прокомментировали? А я лишь сказал, что для политического капитала, чтобы заполучить поддержку сильных игроков, по сути, вот эти неподтвержденные, скажем так, да, никак, а может и ложные в целом, любые разговоры, которые как-то дискредитируют нацию в целом, они не имеют в любом случае значения. Важна лишь стратегическая выгода. И привел пример Турцию. Она геноцидила армян, турков, курдов, ассирийцев. Да, геноцидила. Но с ней все торгуют. Ее пускают в НАТО. И лишь это. Ну, видимо, человек просто... Я не могу донести до него мысль, потому что он рассуждает в категории или-или. И говорит, что... И говорит, что я говорю... Подождите. Да, конечно. Да-да, не совсем понятно. Я вообще-то не вижу чеченцев, бегающих, не знаю, и орущих, что они кого-то геноцидили, чтобы это не нужно было говорить. То есть как-то предметы разговора я не вижу. Ну, я не знаю, человек сказал, что это как бы клеймо на чеченской нации. Я ему сказал, я как человек сторонней нации никогда не слышал о чеченцах, что... Или любых нациях, ингушах, Это хорошо, чеченцах. понятно, теперь я понял. Нет, вы не можете судить на собственное ощущение. То есть то, что из нас сделали вот эту парию. Так я и не судил, я лишь сказал, что есть такая позиция. Скорее Человек всего, это принял как суд. Подождите, дайте мне закончить. Тут вы не правы, потому что вы как-то по личным ощущениям судите. То есть, вы, например, если где-то в какой-то, не знаю, в городе расизм какой-то, то только негры поймут, что к чему. То есть вы как бы сторонний человек не поймете. Поэтому чеченцы как бы лучше поймут, как на них отражается вот этот негативный имидж. Нет, я понимаю, просто я перебил вас, он говорит, что я призываю человека... Не перебивай меня, пожалуйста. Да. Я тебя могу телефон выключать, если ты не можешь удержаться. Так, если у тебя невозможно, неудержимый такой перебойщик работает. Короче, только я тебя ни в чем не обвиняю. Просто это нету предмета здесь вообще для разговора. Чеченцы, репутация чеченцев просто ужасно. Не знаю. Просто-таки до самого плинтуса опущено. Это ты, может, и не чувствуешь, но чеченцы это отлично чувствуют. По крайней мере, кто критически относится. Нет вообще никакого предмета разговора. И чтобы эту репутацию исправлять, надо использовать любые возможности. Какие-то там Турции, не знаю, Китай, это мощные страны, которые могут, или, скажем, Саудовская Аравия, она полмира нефтью снабжает, поэтому может позволить себе про шариат говорить, головы рубить, короче, и даже журналистов расчленять, и при этом оставаться рукопожатными там, не знаю, у американцев. То есть это нам не подходит. То есть чеченцы не являются какой-то мощной страной с какими-то влияниями. Мы в данном случае должны апеллировать как некая жертва несправедливости. Тогда с этим я согласен, хорошо. Это опровергает мой тезис первый. Но просто человек обвинил меня в том, что я призываю об этом забыть. Ну, нет.
Ни в коем случае. Видите, Ваш это аргумент говорит, что это можно использовать. Понятно, Да. хорошо. В данном случае можно. Все равно это какой-то нелепый тезис. Ребята, вы не обращайте внимания, что вас называют, я не знаю, маньяками, короче. Вы же, как Турция, можете поплевать нам, они что называют маньяками. У нас тут 200 атомных бомб, короче. Идите к черту. Вот такой разговор у нас не Ну, получится. мой тезис строился на том, что я-то не вижу, допустим, данную конкретную нацию, этнос, как маньяк, К как сожалению, это реально ты мое не мироощущение. как тебя там зовут, Латинором, ты, к сожалению, не мировое сообщество, ты просто аноним в интернете какой-то, и ты можешь быть и неискренним, и искренним, мы же не знаем, кто ты. Поэтому это бессмысленный вопрос. Давай заканчиваем эту тему. Я тебе Всё. включаю, Альберт. Можете продолжать, я чисто это разрулю. Ничего там, нечего продолжать, там мы все уже, все поняли. Он Тему, понял. Аллаху али мири, говоришь, машалла, маша Алла яри. Не продолжайте это больше, это бессмысленно. Да. Лучше не продолжать. Квартал, да, система, Я просто хочу все равно высказаться. Я буду бороться с фейками по отношению к чеченскому народу. Бороться с обвинениями, необоснованными обвинениями чеченского народа. Я буду со всем этим бороться, и я никогда это не приму. И все это, я думаю, это логично. Это любой нации человек должен так поступить. Патриот. Зафиксировано все. Да, может тогда к Лакроне чуть-чуть задействовал. У него какие вообще интересы, как он сюда попал. У меня вопрос возник к Лакроне. Как его Гора там? зафиксировать Латинор. Тесла, Цобар, а никто не знает, где находится Чечня. Ну, по карте, да. А видишь, восток, юг, запад, север, да Масумета, да что такое. Им стоит сказать чеченцы, и все дело работает. Никто не помнит, Цабар, не знает Цабар. Полмира. Где находится Цабарцу? Что делать? Подождите, у меня возник вопрос, а интересный вопрос порождает всегда интересную дискуссию. Латинором, вот у тебя свои какие-то ощущения, то есть мне интересно, не называй конкретно место, но где ты находишься, потому что я хочу узнать, где вот эти ощущения, оттуда вот так видно. Ты в каком полушарии, континенте находишься? Да, незачем скрывать, ну что, я из Узбекистана, но на данный момент нахожусь в Прибалтике по учебе. На данный момент в Прибалтике, все понятно. Да нет, ну, а какая разница, где я нахожусь? Ну, конечно, есть разница. Например, находишься на Новой Зеландии, тебе там что-то происходит на том континенте, тем более где-то в какой-то Чечне будет казаться. Нет, допустим, в Узбекистане это почти такое же синкретическое, то есть и светское сочетается и с... Там не финансовая страна, они, скажем так, мысленно будут отмазывать. Я понимаю, да, то есть это то есть рассуждение такого рода допустимо в том обществе, я хочу сказать. То есть это независимо. Я такие же мысли могу излагать и у себя дома, и, допустим, на месте, где я сейчас обучаюсь. Да, можно. Это как в анекдоте. Американец с русским спорит, и американец говорит, у нас в стране... Нет, конечно, да, я понимаю. То есть я могу, я тоже могу зайти по столу президента. Ты не даешь договорить. Выйти там на площадь перед Белым домом, стукнуть кулаком, сказать, я недоволен нашим президентом. И русские ему отвечают, ну и что, короче, это нашел мне тоже чем хвастаться. Я тоже могу пойти там перед Кремлем, стукнуть и сказать, что я недоволен американским президентом. Вот примерно в таком ключе это звучит, поэтому лучше не продолжай эту тему. Все-таки интерес у меня, вот его интерес, вот Латино Ром. Вот твой интерес, как ты к нам попал, ты сюда, чеченцы? Ну, я попал через твой канал, через антитеррор ЧРИ. Ну и вот, и какой сейчас на данный момент
разговор о чеченцах и о своем, и о том, что наболело у чеченцев, и ты вот встреваешь в наш разговор. И это у тебя какой-то особый интерес к чеченцам? Да нет, просто человек говорил про, как сказать, Знаешь, на особый самом деле, интерес. этот человек, и через что этот человек прошел. Я Тем не понимаю, менее, конечно, то есть в этом... ты себе позволяешь встревать в те дела, о которых у тебя вообще душа не болит и не горит, и вообще тебе наплевать, в общем, да, так. Нет, ты не прими так за оскорбление, но вообще ты вот Нет, посторонний человек. Наша дискуссия и вот это непонимание, что произошло между вами, да, это твое видение мира, недалекое, так скажем, ты молодой, походу. И то видение мира человека, который прошел через ужасы ада, и который больше знает. И ты пытаешься, ты вообще по своей специализации, вообще по образованию, ты политик, нет, я инженер. ну вот ты сейчас, ну я не знаю, ну какой у тебя интерес вот существовать, просто не понимаю. У нас тут вот таких встревальщиков чуть-чуть это под подозрение берут, потому что Нет, простите, я просто встрял, просто я хотел спросить конкретно про это, то есть как это сочетается с этим. Я в рамках... Допрос Боецина на этот антитерроре, Ладуш, Сигарвян, да. То есть он слушал антитеррор, как понятно. нам задал. И это самое так близко к себе не принимай. Если что, да, непонятки, это у нас как бы вот свое, и Не, понятно, хорошо. ты чуть-чуть в Все, сторону, мне покинуть ты группу там, или что, я не понимаю. Ничего не покидай, сиди, слушай, никто тебе ничего не говорит. Никакого допроса. Все, хватит, закрыли мы тему с ним. Не, мой интерес чисто антиисламский, то есть я попал к вам... Да, я понял. Да, я понял. Не покидай нас, ты хороший человек, не покидай. Нет, то есть... А если я что-то не то сказал к Альберту, то простите, я действительно, может, как-то неэтично поступил. Ну, простите, ладно. Ты мне ничего не сказал. Ты Не, ну, против. Нет, ты вообще ты ко мне никак ничего плохого не сказал. Ты просто несвязные, нелогичные цепочки выставляешь и все. Хорошо. Претензия только к логическим цепочкам, и все, больше никаких претензий нет. К тебе лично Да, нет. это для него непонятно чуть-чуть было, он, может быть, чуть-чуть не понял, о чем мы и что у нас тут болит. И поэтому я вот не понимал, я примерно понимал, в чем недопонимание вот между этими разговорами, кто как неправильно сказал. Маршал Думасага, Латисион, ты прощен, ступай с Богом. Да, хорошо, спасибо. Ты готов шахаду произнести? Нет, ни в коем случае. Ну, то есть, не, ну на самом деле это печальная ситуация. Я не знаю, как у вас, но для меня это очень больно, потому что у меня такая же почти ситуация дома. Правда, мои, скажем так, обращенные мусульмане из совка вышли и вдруг поняли, что они мусульмане. И как бы и на этой фоне есть некоторые недопонимания. Конечно, не как у Прометея, что он не общается с семьей, но... Так что, может быть, какие-то моменты я и понимаю из вашего опыта, связанного с этими делами. Честно сказать, у нас опыт большой, если ты нас чуть-чуть поймешь и постараешься понять, если тебе это надо. У нашего народа очень большой опыт и в плане религиозного и политического, и всяких. Ну и по-всякому нас жизнь пыталась сломать. Нет, это понятно. Вторая причина, почему я тебя слушаю, ты как краткий
как сказать, на английском емкий экскурс в определенные, в культуру определенного народа Кавказа. Сразу тебя перебью. Эдем это не антитеррор. Это голос там, может, Что-то, да, показался. Голос Что-то, действительно похож, может быть, это не он. Хорошо. Но вот антитеррор, допустим. Вот, его канал, помимо другой функции, как и пропаганда антиислама, как и какой-то экскурс. Просто у меня есть чисто историографический тоже интерес послушать. В мировой истории много написано а вот про малые, допустим, народы Кавказского Нагорья мало чего написано. Поэтому... Ну, я думаю, будет полезно с нами побыть и чуть-чуть с вами пообщаться. Ну, у меня в основном друзья армяне, поэтому я и недалеко ушел. Ну, давай, задай какой-то вопрос, который тебя беспокоит. Ты же из-за беспокойства посетил антитеррористский канал. Вот, значит, что-то тебя беспокоит. Что тебя вот сильно беспокоит и на который ты ответ не можешь найти? Давай мы разберем. Вообще, я как-то вчера вроде составлял мысль, у коммунизма и ислама много общего, но методы борьбы с коммунизмом вроде как бы и выработаны, а вот такие явные методы борьбы с исламом, я задумался, допустим, критика видео, вот обличение, оно действительно ли как-то помогает? Просто на примере в жизни я знаю, что если ты даже доводишь до человека, ну, потому что и вот Прометей поднимал в своем видео такой пункт, что действительно это моральная погибель, если ты отказываешься от какого-то убеждения, верования. То есть это нужно как-то подразумевает какое-то перерождение, отказ от верования во что-то. Пусть это будет бесовщина, как ислам, но в любом случае. И действительно ли это помогает? И вчера мой один товарищ сказал, что дает такую статистическую информацию, что в Иране где-то сотни тысяч в год конвертируются в христианство, то есть принимают христианство. Я не уверен, это правда или нет, но учитывая, что армянская церковь играет большую роль в Иране, может быть, это и правда. Вопрос в том, что действительно ли помогает обличение. И другая статистика, что ислам кажется красивой конфеткой, и в Америке молодежь вроде бы и принимает, потом быстро же выходит. И с другой стороны, это и кажется и помогает. То есть вот этот вопрос в первую очередь, наверное, мучает. Правильный ли это метод борьбы вот с исламом как военно-политическим вирусом? Пармот, ответь, твоя тема. Ну, я честно от себя могу сказать, я тебя поздравляю. Это все идет к тому, что мы сегодня говорим. Мир меняется, люди как бы развиваются, мы взрослеем на протяжении тысячелетий вот, истории человечества, мы развиваемся. И те сказки в начале своего как бы становления на две ноги и пытаются понять, что вокруг происходит, а человек многого достиг. И те сказки, что он тогда себе рассказывал, они уже вышли, как бы сказать, ну, теряет потихоньку свою весомость. Это аккуратно переформатируется дальше в развитии человеческого, ну, человечества, так сказать. Это понятно, да. Ты это вроде говорил в сегодняшнем стриме. Кто пытается как бы понять истину. Ты повторял это в своем стриме сегодня, если не ошибаюсь. Эту идею. Это не я, это другой человек. Ага. Я не совсем понял вопроса, конечно. Извиняюсь.
Не совсем понятен вопрос. Эффективна ли как борьба с исламом вовлечение? Вот, критика, то, что ты вот, допустим, Прометей, он сидит и обличает, доносит как-то, ну, вода камень точит, понятно, но так, чтобы глобально, чтобы как-то избавить мир от этого. Может, действительно, это какой-то эволюционный этап. Ну, если честно, я даже не рассчитывал на соседние республики. Мы начинали вообще чисто своим народом как бы заняться. А сейчас мне даже не дают на эфире на своем языке говорить. То есть огромное количество людей там, из Израиля, из Узбекистана, Казахстана, Польши, Чехии, короче, в общем, из Америки огромное количество. Ну, в процентном соотношении зрителей, я имею в виду. Мгм. То есть, ну, эффект 10-100 раз больше, чем ожидалось на самом деле. И эффект есть, по моему Ну, то есть мнению. это помогает в любом случае. И неважно, единомоментно это или нет. Это однозначно не единомоментно. Это сначала единомоментно противодействие вызывает, наоборот, а в длительной перспективе люди, наоборот, потом возвращаются, благодарят, выражают Ну вот благодарность. про это я хотел спросить. Понял, все, спасибо. Пожалуйста. Так что принимай наши поздравления. Да нет, спасибо. Я с детства понимал, что ислам это зло, так что и никогда не причащался исламом. Просто сейчас это уже наводит обороты. Я, допустим, смотрю на свое общество и понимаю, Дело что не в том, что с детства, не с детства. Дело в том, что ты один из немногих. ну, это и печально, это Но дает мне это какое-то немногих, осознание того, что это вокруг людей начало, такие. но это начало, ты у истоков. Да, я понимаю, и от этого и печально, то, что ты не похож на других. И вроде ты понимаешь, что ты на правильном пути, а другие Нет, совершают неверно. чуть себя позитивно можешь вообще воспринять, и опять какой-то негатив. Не-не-не, в этом плане, да, конечно. Я вижу, допустим, людей-единомышленников, в этом плане, конечно. Но как бы наблюдая за тем, куда они идут. И действительно, спасибо вот, допустим, Хармуту или другим апологетам рационализма. Ну да. Вот то, что ты наблюдаешь, это хорошо. Так что наблюдай, пытайся не просто наблюдать, а как-то вывести свой анализ. Действительно наблюдай. Так что то, что ты первый на истоках, значит, на тебе больше ответственности и обязательств должно быть, если ты по правде переживаешь и беспокоишься за все это. Поэтому анализируй, смотри, развивай, дальше думай. Нам-то надо форматироваться как-то в правильное русло, дальше развиваться. Понял, спасибо. Ассаламу алейкум. Йемен. Вы мусульмане? Алейкум ассалям. Формат. Всем присутствующим доброго времени суток. Вопрос есть такой, вот очень интересует. Как можно повлиять, то есть в личном диалоге, да, с человеком, который близкий для тебя, то есть если ты уже понимаешь все то, о чем, да, мы с вами говорим, вот весь этот абсурд, в котором такое огромное количество людей замешано, и мы с самого детства тоже были подвержены, да, этому влиянию, но теперь вот у нас получилось, да, возможно, с помощью своего какого-то поиска, я не знаю, чем он отличается от поиска тех же людей, которые все еще в религии, находясь, ищут знания и не выходят из этой религии. Ну вот такой вопрос, каким образом можно повлиять на этих людей в личном диалоге, допустим? То есть неужели они настолько зашорены, что должен же быть какой-то способ? Может быть, какие-то инструменты, которые лучше остального, соприкасаясь с их, там, не знаю, мыслями,
может повлиять, чтобы они могли увидеть, что к чему, что ты им доносишь вообще. Что это вообще Это, абсурд. Вот. это надо исходить из личного, как бы, опыта. Надо знать, кто за человек, кто на него действует, насколько уровень у него, на каком уровне у него интеллект, либо его эмоциональное состояние. То есть каждому необходим индивидуальный подход. Да, полностью. К тому же там разные секты, то есть те аргументы, которые на одного действуют, другое совершенно просто легко и, короче, мимо пропускает. Поэтому нужно проверять человека, что на него действует. Логика, логические вопросы сначала один хотя бы задать. Потом какое-то моральное его состояние проверить. Если моральное, интеллектуальное отступает, то бить на моральное. То есть он точно так же, как и у него, из какой он категории сам принадлежит, какой. У тебя есть все инструменты. К какой бы категории он ни относился. Будь то моральный, будь то интеллектуально развитый. В любом направлении у тебя достаточно оружия против его идеологии, потому что его идеология – это самое дно. Если ты хотя бы на один шаг поднялся с самых низких наших, из бездны нашего животного начала, что практически, казалось бы, в 21 веке невозможно на этом уровне находиться, да, казалось бы. Но нет, это наоборот даже развивается в какой-то мере. Люди наоборот деградируют на уровень этот. Но в любом случае шансов у тебя много и оружия много, потому что на твоей стороне правда, аргументы, факты, светлая сторона, добро, и как бы банально не звучало, я думаю и верю, что и Бог. Поэтому чуть-чуть поковырять и бить туда, где задело. И все. Викос, я дам тебе самый короткий совет. Хочешь? Нажми кнопку. Да, точно. Очень интересно вот, да, послушать, какие инструменты лучше остального работают. И Фармат, огромная благодарность тебе за то, что ты вообще вот этой, да, деятельностью занимаешься, потому что благодаря тебе, да, вот у таких людей, как я, например, появляется какой-то свет, где ты можешь, вот я вижу то, что есть эти инструменты, понимаешь, с которыми ты разобрался и даешь их нам в руки. Потому что, возможно, без тебя даже, ну, кажется, будто ты один вообще завис в этом каком-то состоянии. Есть парочка человек, которые разделяют так в полумерах, как бы, твое понимание, но этого мало. И когда вот есть человек, который настолько глубоко все это разобрал на детали, показывает так явным видом и дает нам инструменты тоже, чтобы мы тоже могли продвигать эту идею. Это очень дорого стоит, и это зажигает на самом деле. Вот. Огромная благодарность тебе за деятельность. Викос, найди кнопку. Вот тебе совет. Кстати, в чате пишут, что если микрофон не включен, то они не слышат, не могут слушать. В смысле микрофон не включен? Включите микрофон. У меня вопрос к тому, кто это пишет. В других чатах, когда проходят другие чаты, там, если не включают микрофон, можно слышать или нет? Просто уже несколько дней это жалуются на это. Это во всем Телеграме так происходит, либо наш именно вот этот чат гасят, чтобы проверить. Вот сейчас в ЧДП кто были, у кого микрофоны не включены были, они слышали, что там говорили? Слышали, это баг Телеграма. Хамца Газарсон, Шавопчем Хештатер. Я слышал.
Вот мне написали, в ЧДП без микрофона, без включенного микрофона было слышно бы. То есть, Это значит, легко это... проверить. Отключи все микрофоны и посмотрим, слышит или нет. Это Симс проверить, либо Аша проверить, либо без включенного микрофона. Вот Все, здесь. Богдан, сейчас повыключаем. Тебе Кто хочет, может выключим. трансляцию. Кто хочет, может трансляцию Так, посмотреть. вот Отлично, сейчас, отлично. Не тратьте время. вот сейчас Эдам, Альберт, Эдам, 29-й, слышно прием? Сейчас вы слышали или нет? Да, слышали тебя. Прием 29-й, слышали. Так, что-то здесь, а через раз у кого-то слышно, у кого-то не слышно. Закурбал, что-то. Ну, там Кому, есть кому слышно? Это, возможно, специально они так говорят, чтобы им включили микрофон. Не, вы хочу посты в личку пишут, что здесь это баг есть. Ассаламу алейкум рахматуллах. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва У меня вот вопрос, к этому Хармату. Я уже долгое время пытаюсь с ним связаться. Тун эфир чуэльч, соцблокать веш, я перебивать веш, не дает не досказывать. Короче, сасум ли еловцу, даса олитусук. Меня уже бесило. Хочу Агинес, наконец-то я его встретил. Хиндзам точно вирваться, короче говоря, как сказать, Никогда микрофон в на жизни Юрецка. никогда в жизни Хамалдин датасы. Дел, да, Никогда в да, хочу отсюда Seda jah, Собордия, хозяин армата, же, остаются ТикТок, я уже с тобой не раз разговаривал, ты меня просто перебиваешь, не даешь досказать, высказать, и просто перебиваешь меня. Ладно, я вот насчет не религии, мне сейчас теме религии мастерство, я насчет... вот теперь я понял, почему я тебя блокаю. Потому что мой канал религия обсуждения. Нет, подожди, как раз таки, это интересная тема у тебя на канале, уже не раз ты уже обсуждал эту тему, теме... Кто твой бог, типа, да? Подожди, дай Да, мне Шейх сказать, пожалуйста. Хорошо, говори. Личное элагунса, договорился. Короче говоря, о теме шейха Мансура, Я что, бордец, а то было ты шалдаться. О теме шейха Мансура. Ты когда-нибудь читал книгу «Афера с Тюрбаном» название он? Ага, нет, ты читал. Я сейчас могу тебе даже скинуть книгу. Это как раз-таки вот ты сейчас спутал шейха Мансура с этим неким, говорю, да, забыл я, Джованни Батиста Боэтти. Да, ты сейчас... То есть ты считаешь, что шейх Мансур как раз-таки это личность Джованни Батиста. Но я уже покопался в неких источниках, потом нашел книгу, о котором говорят о Джованни Батиста Боэтти, который был схож с личностью шейха Мансура, то есть его уже путали уже не раз. Есть версия о том, что... Да, слушай, дальше. Российская версия есть то, что говорит, что после пленения его в 91 году, то есть в 1791 году, в Анапской крепости шейха Мансура отправили в какую-то крепость, Шлиссельбургскую Цагуниадли, короче, где он умер в 94 году, то есть в 1794 году. Есть версия, о котором уже говорится, что утверждает, что его отправили в Соловецкий монастырь, где он скончался уже в 98 году, то есть на 4 года позже. И как раз-таки о двойнике, о котором ты говорил, уже рассказывал в своем ролике, Джованни Батиста предполагает, что в Соловках находился не настоящий Мансур, а некий итальянец, то есть Батист Боэтти, который выдавал себя за него. И после этого уже пошли слухи о том, что шейх Мансур не был никаким. То есть он был, но это был Батиста, а шейха Мансура не существовало. Хуясь.
Короче, я прочитал книгу о нем, и там говорится как раз-таки и об Этти, то есть Джованни, и о шейхе Мансура. Так, сейчас я скажу. Адаптация пацана я вашу их. Садо подъезд чувак просто, чтобы меня не слышно было. Дома там дети, родня. Все можешь не объяснять. Можно узнать автора книги «Афера с Тюрбаном»? Сейчас я скажу тебе, можешь забить тебе. Напиши «Сирены Виталия». Еще раз вопрос, свободец, делай свободе, Алдаса. Еще раз вопрос. Сирены. Автор книги «Афера с Тюрбаном». Имя, фамилия. Сирены Виталия. Исследование. Ты дебил, что ли? Изложено в книге «Афера с Тюрбаном». Как автор книги «Афера с Тюрбаном»? Сейчас я скажу тебе. Год издания и редакция. Не надо. Не надо. И ударение. Не надо. Автор. Не надо ничего. Автор, имя, фамилия. Подожди, подожди. Я жду. Никуда не ухожу. Я здесь. Ударение на слове афера, а не афера. Джон Гришем? Ну, итальянская писательница Сирена Виталия. Сирена Виталия, да? Да, я же тебе сказал уже 3-й раз. Сирена Виталия, я думал. Сирена Виталия. Афера с Тюрбаном. Сирена Виталия. Италии, да? Виталия. Сирена Виталия. Она погружалась в расследование личности шейха Мансура. Никакой информации вообще. Есть. Я тебе даже скину тебе его. Не надо. Вот, Google. Сирена Виталия. Знаменитость. Писательница современная. Вот она, да. Что за писательница? Вот, напиши книги. рядом шейха Мансура. Посмотрим. Писал я, не было там. Вот книги. Афера с Тюрбаном. Сирена Виталия. Нету никакой книги вообще. Сейчас, подожди. Да и вообще, короче, еще раз повторяюсь. Шейх Мансур – это 100% Джованни Баттиста Боэтти. Нет, это лишь теория твоя, не больше. Ты не можешь никакая доказать, не что теория. это... Завали свою хлеборезку и слушай теперь ответ. Я тебя слушал? Что ты жжешь? Я тебя слушал? Имей совесть. Завали хлеборезку и слушай ответ. Ты можешь адекватнее Шейх разговаривать? Мансур, Что ты бубнишь? да, я могу, когда адекватно оппонент ведет себя, я тоже могу вести Так себя я адекватно с тобой разговариваю, я тебя не оскорбляю. Нет, не надо со мной вообще разговаривать. Ты говорил. Ну, видишь, вот твой уровень, короче. Когда Я не слушал тянешь, начинаю тебя, грубить просто. обезьяна. Я тебя слушал, теперь ты будешь слушать. Если не будешь, то, конечно, я с тобой тоже не буду разговаривать или слушать тебя. Так у нас разговор не... Давай, говори. Так вот, Джованни Баттиста Боэтти – это шейх Мансур 100%. Никакого сомнения вообще в этом нету. Весь мир в этом единогласен. Единственное, кто сначала, это мы можем проследить на примере книги «Потто. Кавказская война», где в первой своей книге он признает, что шейх Мансур в Италии нашли архивы, профессор Оттино, университете Турино, письма, которые отправлял шейх Мансур Джованни Баттиста Боэтти, будучи в Курдистане, в Сирии, у османского халифа, этого султана, прося себе войска, чтобы начать интервенцию или вот эту свою экспансию на Кавказе. И
что он своему отцу отправлял. Все эти письма находит, весь этот архив находит Оттино профессор в Турине в университете и оглашает их. Весь архивный материал. Есть его турецкие тоже в Османском халифате в Стамбуле, он как предводитель турецких войск встречается с русскими войсками. Место я не помню, где-то на российской территории. И именно пророк шейх Мансур, во-первых, везде пророк шейх Мансур, почему вы это не упоминаете, я не знаю. Так вот, выступает вот этим, как они называются на русском, которые на переговоры идут от одной стороны. Так вот, переговорщик против русских от армии турецкой выступает именно шейх Мансур. Это старая карта, старинная карта. Там он со своим этим высокопарным четырехэтажным тюрбаном и изображен. Кстати, его настоящая картина, фотография нарисована современниками. Они вот этот нарисованный на коленях, придуманный, брутальный черкесский кавказец, который. Так вот, потом что-то случается через несколько лет, и Потто уже в своей новой книге начинает говорить, писать, нет, это никакой не шейх Мансур, то есть никакой итальянец за нас великую Россию не водил 20 лет. И начинает говорить, вот у нас тут в Линценбургской крепости был какой-то тух из олдов, Учермен. Вот его имя на русский лад я чуть-чуть приблизил. Ушурма. Это пишет Дубровин. Это он. То есть вы, называя его Ушурма, называете имя, придуманное русским. Его настоящее имя в архивных документах вот этого чеченца, который в Шлиссельбургской крепости находится, пастуха этого чеченского из Алдов, который, внимание, ни один язык не знал. Ни один язык, кроме чеченского. Ни один. Шейх Мансур знал 6 языков, общался с кумыками, общался с черкесом. Где он в Алдах? Твой чеченский шейх Мансур, фантастический. Где он в Алдах изучал черкесский язык, тюркский язык, европейские языки, военное дело европейское, где он с османскими оружиями, с их вот этими технологиями, артиллериями, он через Черкесии мог воевать. Нигде. Ноль. Это просто-напросто взятый пастух, который умер в Шлиссельбургской крепости, Учермен. На него и приписали, вот он был шейх Мансур, вот чеченский, короче, и так далее. Все. Никакой больше информации, что он и доказательства, вообще ничего нету, что чеченец этот был шейхом Мансуром. Его просто-напросто русские придумали на коленях. То, что шейх Мансур, пророк шейх Мансур, является Джованни Баттиста Боэтти, есть миллион доказательств и единогласное мнение всех мировых историков. Все, я закончил. Ничего, я кроме простых слов, даже в твоем канале насчет этого шейха Мансура, ничего не услышал. Даже твое видео, которое там длилось 3 часа, там было сказано о шейха Мансуру максимум 15 минут. Ты мне показал только теорию какую-то, написанную какими-то русскими солдатами или кем-то еще, журналистами, не знаю я. Короче, шейх, да, понятно, короче. Просто болтовня, не больше, обычно. То, что он не знал языки, это только говорит только о том, что он, может, не местным был, и все, не более. Это вкратце, автор Дейтан, подожди, дай хоть тебе вопрос. Я могу тебе вкратце расскажи, что там в этой книжке, что там за версия Убахов, Сирена Виталис. Нам интересно. Секунду, подожди, пожалуйста.
память не помню, что он там пишет. Шейх Мансур — реальный исторический персонаж, лидер сопротивления против Российской империи в каком-то веке, не помню я. Жан-Батист Джованни, доминиканский монах из Пьемонта, которого некоторые источники называют шейхом Мансуром. Она пишет это у себя. Эта версия о двойнике появилась там в каком-то веке, что ли, особенно среди российских историков, пытавшихся объяснить, как человек с европейскими чертами мог возглавить сопротивление на Кавказе. Какие есть аргументы за и против? За версию об Эти есть аргумент, связанный с Италией. Уга. Твоего повествования. Хатта ждайта по ходу твоего повествования. Дальше хосатауит. И всякие-то что, эллек дуй. Какие, короче, собряха из головы улетело у меня. И вот эта дама говорит, что и Вацер. Не, она, знаешь, что говорит вкратце? Она говорит, что, скорее всего, история с Боэти — это один из множества мифов вокруг фигуры шейха Мансура. Итальянский монах мог выдавать себя за него или же быть использован в пропаганде. Но сам Мансур, по всей вероятности, был религиозным полководцем. Спрашивают, подожди. Обезьяна, субординат обезьяна. Ладу адаптации. Какой смысл вот этой имперской русской пропаганде? Зачем им нужно какого-то итальянца выдавать за этого шейха Мансура? Хуматию хадита. Что-то прерываешь Ты только что сказал, что российская пропаганда или русская царская какая-то пропаганда специально выдавала его за итальянца, так? Нет, не так. Подожди, объясни, да, кто выдавал за итальянца и зачем это нужно было? Ухо связи. Теж, хатта не хешу хадо. Собордилан, я хочу велнец, арагал чуволом собордил. Давай. Çıkar masera Tesla belki mobilmiş masera. Алсиш, свободета. И на вас и книги нету у Сирены Витале никакой книги афера с тюрбаном. И на вас цогдо шву. Это гладиатор уж. Нет, что будет, какие мясо? Цогдо, хау, ты ничего не У нее тест. Кунах это бардак, ешь книжки итальянский. Я еще Amazon чаю, аферы с турбом, только на итальянском и никакой вот, на Википедии страниц ни на английском, ни на немецком про эту писательницу. Есть только на латинском и на французском. Перестаньте, давайте лучше с логической точки зрения разберем и разрушим это дело. У кого какой мотив был выдавать итальянца за итальянца выдавать его? Хаим мотивы, объяснить не адаптации. Ну, насчет этого мотива я не особо это знаю. Она просто рассказала то, что есть двойник, который похож на шейха Мансура. И историки просто не могли признать то, что величество шейха Мансура. Просто какой-то Мансур, лидер воевать, лидер исламский, революции, все, царский, короче, империи лечу, все, хорошо, зафиксировали, империи лечу, шейх Мансур, халят царь, чуэлен царь, короче. Потом, куда есть царь, каким это служит их этим, куда хулщу царь, миф, что халят абуэти, или наоборот, из баэти хилла, царя харнохчи, второй миф хулщу, короче.
Где там какой умысел, смысл? Ну, там, знаешь, что было написано? Видимо, короче, там 3 версии. Либо это изгнание с бегства, возможно, он спасался от кого-то в Европе, церкви или вот каких-то властей, нашел новую жизнь на Кавказе. Может, из-за этого есть. Это одна версия. Хорошо, Беэтти существовал тогда, так? Да, конечно. Беэтти существовал. А вот шейх Мансур, что существовал, какие доказательства? То, что Беэтти, я понял, что он существовал. Слободнян, существовал шейх Мансур, какие доказательства, имеешь в виду? Да. Он дальше. Беэтти существовал, Италии, во всех христианских государствах, Бейр, Мадинне и Кристи, и священнику, и приходской, книги специальные, давай, вот такого-то числа, такого-то родился, такой-то, мы его крестили. Поэтому любой, в христианских странах, короче, то есть Беэтти, что существовал, у нас проблема проверить, мы 100% это как бы определили. А откуда вот эта дама, которая, кстати, наш современник, то есть в 2008 году Язинцу и Тюрбан Мурбан Кинишья, про Тюрбан, аферу с Тюрбан, откуда она знает, что шейх Мансур существовал? Ну, как сказать, официальные отчеты это Российской империи, даже они писали о нем, включая донесения о его военных командиров, о его походах, о его зафиксировании, участии в антироссийских восстаниях на Кавказе, 85-91 год. Смотри, дай мне рассказать, пожалуйста. В архивах, смотри, я могу скинуть тебе лично, проблеме. В архивах есть приказы Екатерины II, относящиеся к войне против шейха Мансура. То есть это уже говорит о доказательстве. А вот как раз таки от Джованни Батиста этого нету. Мы же говорим, что шейх Мансур это вот этот самый Беэтти. Мы не говорим, что Беэтти вас Бош молодцы. То есть, что он Беэтти, она там рубилась, который каких-то черкесов поднимал, там с турками работал, и он-то существовал, это не доказательство. Нужно доказательство, что он действительно чеченец, он сородственник Шабутейпа, и после этого сейчас шейх Мансур, и потом Шибош. Это же всего лишь было когда? 200 с чем-то лет назад. То есть, сколько там, 5-6 отцов, нам все помнят уже. То есть, Мансур, Мауица Тамшин, как будто его и нету, что неизвестно, кто он среди чеченцев. Уже там многочисленные потомства хилгизров, седьмой, да, шейх Мансур, Варбош, Сахарбу, там десятки, сотни людей, это говорили, уже расплодиться. А так как бы ничего, но мы знаем, что есть точно Беэтти. Он все-таки там эти версии более их это заслуживающий доверия. Хотя у него как-то грубовато вид. Смотри, теперь насчет того, что шейх Мансур был чеченцем, прямо говорится, то есть сама Екатерина II говорит, что, то есть она прямо называла его чеченцем. Это 85-й год, пожалуйста. Опять-таки, я могу скинуть информацию про Блемяц точно так же, как и кидал Хармат, то есть в устной форме, да, свою теорию. Точно так же я могу отправить тебе теорию. Как раз-таки это происходило, не помню, то есть, тогда это было архивное письмо, как Екатерина II называла его чеченцем. Давай тогда... Скини мне письмо Екатерины, где она говорит чеченец. Хорошо, проблема. Теперь вопрос тебе. И шейх Мансур, откуда у него это? Кликуха, Мансур, шейх? Как сказать, ушурма имеет корни, то есть характерные для чеченского языка. Ушурма, шейх Мансур Хайли. Нет, я не знаю, кто он шейх Мансур Хайли. Это и есть легенда шейх Мансур, основной там, капитан Апач, сидящий бегон, что-то кличка мою, почему вот теме был Балтвац, который чуть позже был, Цунах Саму, шейх там, не знаю, какой-то ЦЛ, никого там, никаких шейхов нету, у Нохчи вообще нету института обучения религиозных этих имамов, это не все сюли, на тот момент. То есть откуда вот этот шейх Мансур? Скорее всего, титул я шейх. Вы ему этот титул дал, и почему Мансур? Кстати, Мансур... он же был командиром своих войск, шейх был, духовный наставник.
командиром был, если он где-то в короче, в турецком окопе попался в плен русским. Это где Анапа, а где это, не знаю, Чечня. Разница. Сахар, не кажется тебе, что если бы он действительно чеченское какое-то войско возглавлял бы, то он не оказался бы в одиночестве где-то в Анапе, Туркестан. Это как раз на итальянское больше смахивает, что более... Он, скорее всего, был... Ладно, хорошо. Я тебя понял. Ты имеешь в виду, что шейх Мансур, скорее всего, был выдуманным именем. Может, ты кто-то его придумал, может. То есть А ты мне все равно кажется, хочешь... что итальянец, вот Мгм. кто пустил, надо выяснять по архивам, кто пустил эту шейх Мансур Аль-Тубайку, короче. Надо посмотреть, кому выгодно, как говорят римляне, короче, посмотреть, если байка кому выгодно, тот ее и придумал. Вот именно как выдумывать какого-то религиозного деятеля, шейх Мансур был. Это было бы выгодно каким-то протурецким силам, например. То есть Мансур, шейх, там, мусульмане, ура, против христиан. Может. Чеченцам придумывать это нету смысла. То же самое и этим раскоши это придумывать тоже, шейх Мансур. Хотя, да, büyük musulmanşit, liyeç, что им тоже это выгодно. Шейх Мансур, да. Потому что вот это путешествие Эрзурум, вот этот Пушкин разговаривает с одним солдатом, которого вот, где-то Грузии, увезли в Персию, там его оскопили, он там, не знаю, 10 лет был евнухом, потом сбежал оттуда снова в русскую армию. То есть, что мусульман, так, шейх Мансур, это плохо, короче, это как бы хорошее, это кликуха, короче, вот эти, и печать, говорит. Моя версия. Ну, не знаю, я не подтверждаю, что был чеченцем. Безусловно, может, он и не был чеченцем, но точно, что вот Джованни Уэлла, итальянец Уэлла, это точно не факт. Но такие 100%. авантюристы были, между прочим, в Армении, в Амбере был чувак, который 30 языков знал и дервишем прикидывался, там 22 года, по-моему, где-то вот в Афганистане, да, очень мягкий, он там шпионил через всю эту турецкую империю, аж с запада на восток, короче, прошпионил, короче. То есть вот такие истории. Или Лоуренс Аравийский. То есть у нас уже два чувака, которые вот именно этим занимались. Почему Джоанни Баэти не мог прикидываться этим самым шейхом Мансуром? Вполне мог бы. Почему это? Скорее всего, ему вариант хорошо. Петербург, мечаю, Кавказ, мечаю. И военный, по сводкам, да, как Чигибацики, хабарда должно, из Петербурга, из Кавказа, до и генерал, сейчас им это он беш бог, так шейх Мансур, короче, он говорил, это что бог, и шейх мидл, зарабатывает, шейх из Кавказа, шейх из Тусан, инчих тердуй, нахуй, и Батиста, Лацаля, цару шейх Мансура, да, судя из Чуба, там, один вариант. Да. Это типичная русская, на результат очень, ты ждешь. Да. Почему нет? Шейх Мансур, Шейх Мансуром его турки назвали. Кстати, не просто шейх Мансур, а пророк шейх Мансур. Всегда говорите пророк, потому что везде, самых близких его современности в документах, на картах, на его этих миниатюрных портретах, везде написано профета, пророк шейх Мансур, наби шейх Мансур. Вот. Будь белый шали в этим войнайте. После этого получасового этого спора ожесточенного я теперь предлагаю киллер вопрос.
какое все это отношение имеет к исламу? Это кому Коран вопрос? полностью противоречит исламу. Еще один пророк, это как. Не, я понял, что у вас свара с этим, арматец из-за ислама. И, короче, найдя какое-то слабое место в его аргументации, решил к нему... Не, знаешь, что проблема? Адаптация Мило. чисто. Вот мне интересно, да, что адаптация, как была. Это вот ты вот из всего того, что он наговорил, там, напридумывал, допустим, вот ты вот решил вот это только опровергнуть, да, про шейх Мансура и вот этого Батисти. Зачем ты задался этим именно вопросом? Остальное тебя не особо беспокоит, получается. Кто способен спасти ислам от разгрома. Да, хотя бы так. Ну то, вначале мы ислам динам, бэцерса. Аллах сказал в Коране и прочие смешные вещи мне не говорите. İşte Якобы особо уйлябил заблокировать видометя халкерведнца. Санкипа парма разочаровать то шагиш. Ну, разочаровать. Короче, ласка будет бить сушлять. Короче, Рибаттяж. Разоблачить Тала, это ревю. Вот, я говорю, разоблачить. И це факт тебе, це Кирило, адаптація. Я что-то откликнулся. Хаттердарис, да? Из всего этого, формат что хумана, что заблокировать, но вообще, интерес хуя, вот, что тебя... Ну, мне, знаешь, что больше всего раздражает? То, что он говорит всякое, насчет религии, там есть что неправильно, что он говорит. Есть тема шейха Мансур, он хоть и знает на зубрилку насчет религии, сам был мусульманином, но влезать в историю, когда он сам слаб в истории или о политике, это уже, я считаю, нужно иметь свое мнение, раз. Во-вторых, нужно самому лезть в источники и искать, а не просто прислушиваться к формату только потому, что он сказал, и все. Ну хорошо, он тебя закинул мыслью, ты искал и нашел, да? Нашел, я ему высказал, и все, он побежал, кроме шейха Мансура. То, что он сказал, Ваша Адам, то, что ЛГ, это лишь теория, нет никаких доказательств того, что так и было, нет старых писем о том, это что полное шейх Мансур вранье. был Джавадом. Полное Взял, вранье. зашел ссылку, Это полное нашел вранье. ссылку, Ты, передал Тесла, он текст тебе нам, скинул всё. письмо Елизаветы, это Екатерины. Я Тесла, алло. сейчас в данный момент ищу, Алло, поэтому я и алло. молчал. Во-первых, повторяю еще раз. То, что он итальянец, миллиард доказательств. То, что он чеченец, нету ни Так ты одного докажи, я в твоем доказательства. ролике 3 часа слушал Ни твой ролик. одного доказательства. Что доказать? Я уже 1000 раз доказывал Харма, это. нет, я все твои ролики о шейхе Мансуру смотрел, там только один ролик у тебя, и то Да, ты говоришь о шейхе Мансуру всего лишь 15 он минут, тебе- все. А дальнейшая тема о религии у тебя идет, и все. Да, 3 часа, 30 минут я Ну, слушал твой это ролик, о религии, о том, никакого что- Оборни, Адам, доказательства я Деодат, не слышал Свободе. и не увидел. Все равно. Нет, Цултя, наверное, ты не слышал. Цултя это несколько раз говорилось Нет, об я этом. слышал, 3 часа у тебя ролик идет, я почти ли не уснул. пока Нет, там- я говорю, после этого эфира это несколько раз прогонялось. Несколько раз. У тебя ролик идет 3 часа 30 минут вроде как. Вот 3 часа точно идет у тебя. У тебя вот идет 15 минут по шейхе Мансура, потом ты начинаешь говорить о теме религии. И все. Ты знаешь, это
Так не делается, значит, ты написал название о шейхе Мансура, ролик нужно идти только о шейхе Мансура. Это старый ролик, хорошо, я понял, это старый ролик вообще. После этого несколько раз говорилось. Это Дубровин. 1785 год, в Чечне явился пророк. Вот еще раз повторяю, нигде шейх Мансур без слова, без его титула пророк не упоминается. Пожалуйста, обратите внимание на этот момент, когда вы называете чеченца шейх Мансура. Он везде пророк шейх Мансур. По имени Мансур, начавший проповедовать новое учение, уроженец села Алтыкабака, пастух, званием Мансур. Действительное имя, сноска, имя его было Учермань, очень чеченское имя, переделанное нами сначала в Ушурму, а потом в Мансура. Впоследствии и сам пророк называл себя этим последним именем. Это Дубровин. Это первый человек, который говорит, что это вот этот Учермань. Мы нашли архивы, как я уже сказал, Пото, Кавказская война. Назову сейчас тебе книгу. Все книги есть, если что. Франческо Пикко. Записываю. Франческо Пикко. Вот. Профета Мансур. Скобка. Джованни Баттиста Боэтти. 1743 по 1798 год. Вот. Профессор Оттино. Giovanni Battista Boetti. Storia Subalpina. Эта книга издается, и потом Пото, после этих архивов, сейчас скажу книгу. В первом скриншоте выреза сурт, да, где сказано, что там говорится, что это Джованни Батиста, что-то не нашел ничего. Скобка, не видишь? Вот скобки. Где? Giovanni Battista Boetti. Видишь? Ага, подожди. Ага, вижу. Вот. Я просто только, в общем, недавно начал этим вопросом полностью углубляться, все материалы собираются, хронология выстраивается. Пока что я на это внимание чисто этим делом еще не занялся. Но все уже собрано. Так, вот Пото-Кавказская война, шейх Мансур, глава там есть. Наверное, вы сами знаете. Наберите Пото-Кавказская война. 13 глава из первого тома его, Кавказской войны. Вот он пишет Пото. Происхождение известно. Совсем в недавнее время профессор Туринского университета Оттино открыл в Туринском государственном архиве любопытные документы, относящиеся к шейху Мансуру. А именно, мемуары и письма его, подлинность которых, однако, остается вопросом. В октябре 1786 года, вероятно, после поражения, нанесенного Мансуру Потемкиным за Кубанью, один из 3 европейцев, ближайших сподвижников пророка, похитил заветную шкатулку его с драгоценностями, в которых и хранились мемуары, и с ней бежал в Константинополь, где и продал рукопись вместе с другими бумагами посланнику сардинского короля Виктора Амедея III. Собственноручные же письма Мансура сохранились у живущего и теперь в Монферрате его внука. Многие из них прямо подписаны профета Мансур, пророк Мансур.
Дальше Дубровин пишет, уже российский историк. Противовес уже после этого, как Потта это признал, все это признали, ссылаясь на которые архивные документы достали. Откровенно это все признавали вначале, а потом через несколько лет что-то случается и резко начинается русские историки, прозелитев, и Дубровин, то, что я тебе сейчас показал, вот здесь, приписывать, да нет, это никакой не итальянец, это вот учермень, который у нас был в крепости Шлицденбургской и умер там. Вот мы его допрашивали, вот тут допрос его полностью в этой книге. Дубровин. Книга как называется? Так, сейчас посмотрю. Шейх Мансур, прозелитев. Так, Дубровин Николай Федорович. Историчество русских на Кавказе. Том 2. От принятия Грузии под покровительство России до вторжения персов, 1994 год. Вот это его книга, где здесь его допрос и так далее. Они его типа... Вот с этого момента начинается Мансур чеченец. Вот это первый момент. Так, только после чего начали говорить, что это чеченец. Дальше. Этот же Дубровин пишет пророк Мансур Учермень. То есть он вот этот даже пишет о нем как о пророке. Дальше. Вот его картина. Карта, миниатюра. Вот сейчас. Вот шейх Мансур, это Винклер. Сейчас карту зачитаю тебе. Внизу подписано, что и где это. Это название этой карты. Карта с 1 по 10 октября 1787 года. Встречи, происходившие между русскими и татарами на реке Кубань. Есть ссылка на эту карту Military Wiki, Анапа Campaign, 1787 год. Вот в верхнем углу, вот здесь мы видим картину, портрет и надпись «Шейх профета, шейх Мансур, профет, турецкий пророк». Это недостоверная картина. Это 100% достоверная Я тебе сейчас могу картина. сказать, смотри, возьми, соскриншот эту картину и просто вбей в Яндекс Не, картину. мне не надо это скриншот. Это картина недостоверная. Не, это полный трындец, это пишут в Википедии именно те, что, нет, ты не, если я тут сижу и рассказываю, я никому не пытаюсь доказать, я на 100% весь мир, и мы знаем, что это итальянец. Я не пытаюсь дебила, который там руку протянули, он его там плюется на нее, что-то доказывает. Потому что ты сказал, что я никаких доказательств не привел, и ты типа ищешь, думаешь, что тебе нужен ответ, с тобой общаюсь. Если тебе это не нужно, мне это вообще, для меня это все ясно, понятно. Это недостоверный портрет пишет только сторонники того, что это чеченец. То есть чеченцы, которые написали эту статью в Википедии. Именно его настоящий портрет, который взят с этой карты, достоверной, его современниками, его время сделанной карты, его портрет современниками написанный, нарисованный, да, на его карте, архивная карта. Его они там подписали, недостоверный портрет, а потом такого брутального кавказца, который в Черкеске они рисуют, не пишут почему-то недостоверный портрет, которого они на колено просто мультик, аниме написали, нарисовали. Вот это, если есть у него достоверный портрет, то это вот это. Еще раз повторяю, архивная карта. Тут надпись вот в этом верхнем углу, шейх Мансур, турецкий пророк, вот написано здесь, его лицо.
Карта 1787 года. Ихние встречи. Так, дальше. Нижняя часть вот здесь. В нижней части карты также есть краткое описание боевых действий, упоминающее российские успехи и тактику шейха Мансура, который использовал партизанскую войну. Дальше. Последний его памятник покажу тебе. Думаю, кому кто ищет истину, тому, я думаю, достаточно ссылок я дал. Самых ранних его современниками, ближайшими к его времени. И напоследок, так, вот. Это его деревня в Италии, Монферрано. Джованни Баттиста Боэтти. Вот они знают, что вот этого итальянца на Кавказе знают как пророка Мансура, шейха. Вот это его деревня, Джованни Баттиста Боэтти. Это памятная доска ему. И еще, так. И к слову, это то, что пока что у меня, вообще не будучи заинтересованным в этом направлении, в этом вопросе, собралось. Я даже еще не занялся этим вопросом, серьезно. Это дом шейха Мансура, гравюра Спенсер 1838 года. Дальше. Так, вот еще. Вот он. Александро Д'Акона. До 1914 года. Академия наук Турина. Это Оттино. Александр Д'Акона, академик. Оттино, профессор. Франческо Пикко, ученый. Вот все они, в общем, признавали, что архивные документы нашли. Все это единственный фото российский со стороны российской начинает новые свои книги, говорит, нет, оказывается, это не итальянец, это у нас там был и так далее. Дубровин, Прозелитев и начинается. Вот еще его портрет, это его реальная фотография, реальный портрет Джованни Баттиста Боэтти. Вот отреставрированный его портрет. Так, еще сейчас, секунду. Так, где это его? Куда ты делся? Voilà, твоего. Sul nаш мечада, по-моему. Все наш. Ну, доминиканский орденир Луис. Это был человек с великими амбициями. Тамплиеш, Монплиеш, короче. Вот öyle köşesinde muassa. Арма, ему бы на вторую руку серьезно щетки бы. Да. Православный джихад. Православный джихад, да. Може, tuossa hajoksi liti, може под öyle käsitteeseen tuossa original. Это Муд Гайжун, это сквозняк аферистов. Гарский бой, военный шбат, шубатый аферист, чему будешь. Ну, прочие, басен военный, не только гарский аферист. Сейчас там им это точно, что им там вымышленный завод, куда он забабу мосту, постоянно водка. И це хилгарі з Кавказя, і турецький, і османський халіфат, ціга дають шейх Мансур Бохші, та зоро хилгаруцер, та я раз, короче, і на мушку лет, да, це вимишлений мушки телец, шейх Мансур і сіх, і от там между Бохші, з Петербург ягав, і
И сводкш, запискаш нахуй колориду и цунхиш. И дел, короче, айду тебе чувствую. Кстати, видели Спенсера, книгу «Путешествие в Черкесию». Он тоже признает, что это Джованни Баттиста Баэтти, турок. Точнее, вот этот итальянец. Джордж, по-моему, Джордж Джонсон, Спенсер, «Путешествие в Черкесию». Человек заганza, дesta, он элденчен, бухбалу, болиш, эрулшу. Короче, иш духокарс, декрокарс, дол цаум дац, просто деканцаша, хумандяшаш, дулин, шашин утужден, да чакал, нах, яцуш, ебусал вибоги, яр, хумшташишат, яшат. Просто шейх Мансур, вообще какой нахрен шейх Нохчинова. 15-14 век, я думаю, полный феодальный класс. Уничтожить царь, феодал, царь, шейх, шейх, царь, халиф, шейх, царь, патша, шейх, царь, хора, мершуэль, вахоша, бокамила, шейх муюл, мичариоли. Вообще объяснить, даешь сон, со дебилью. Сон объяснить, даешь, вечер он с неба свалился. Халиф, как раз таки с неба и свалился. Просто Вейслам просто отмаштуется, он догадывал, что отмаштует, ехал. Так будет всегда. Нет, он название, шука, царь, шейх, юци, царь, тем более, пророк, кока. А вот наоборот, бусов на хубош, наоборот, против голбиш. Мобор, какой пророк, алло, гараж, 29-й. А я там мешал. Oka Wikipedia Gajontsali suurt tier võilisõtti Wikipedia sanaka. Nahjotsna, недостоверный портрет Мансуля, Усюльми, Afterwazin придуркш. Картины фейти. Винклеру рисоватын. Картин, портрет. Настоящий от него. Говорю, шейх Мансур. Гардук настоящие фотографии, шейх Мансур. Гара недостоверный, то художнику, современнику рисовать не дал. А гара достоверный, шейх Мансуру. Арман, ты же на своей страничке, то есть выкладываешь, да, чтобы простой человек мог сразу зайти, вот это тоже, эти документы все посмотреть, почитать. Не, шейх Мансура я еще пока что не выкладывал. Я собираю это все. Все. Ну, когда получится, выложишь же, да? Да. Ну, у меня человек в этом направлении полностью все книги прочитывает, копает и собирает материал. Интересно. Просто он мне много материала скинул, еще не закончено. Когда уже все будет уже собрано, я займусь этим вопросом. И все это выставлю. Да, ладно, бош, это что, Patreon подписаться, да, один, да, один человек, так это хорошо. Да, Желаю, что буду. Аллаху я жду его, он хубан я жду, не слушаю. За информацию, тем более достоверно, нужно платить. Это алгоритм шмаивы, окади адель, ой мост милу, ой минуту, дебил шалили, шмаивы 60-70%, там это уже 30-40%, и быстро это баш ашбу. Это цунда, за все нужно платить. Танцадин, мацердуешь, когда лучше, когда диасам, да ладно, это будет, вон там хама, а орен, шиахал. Tā solda lišņāčā do Allahi šbats, padapiecznie tomu so cer šai finanšu hul, cer sauna hul, tā oja
طبعا it's human مليارد مش budget شوش نعم على بعض أكبر وقطاع ما ذات على هلا واشتناح ليل شو يقدوش وعدد يستان أورن شاعر ليل يشتو شتاب فينانس Ja, أو to شو Haska قدوش Haišu دريس Lukan, što nam neki. YouTube, ja, to komentari, noćima taj jezič, перевод мой на русский. Какая решение? Стол цацана неисто ецо чуть-чуть дожать цацал дешне шты, но ецо неисто яш момент шмоцхул именно два штата, Nis ночи jāzacē, машина čuli, nis. да, неисто языч. Jāzem atcahai, vai tāds bolčā, tāds var tādu. Timotā. Я Lā, Дух nis jāzem, болчан перевод, цаха, visu. дух болчан цаха. язык, да, связи, да, это вообще правда. Модель говорю. Я понять не могу. Tikam, kad Ладно, arī zafiksировать. Viņš tāds līrbāts, arī царь восстановить, балур, бари, дāksmē. Похальча, мот, бац. Зафиксировать, viņš sana. Rekonstruировать to. Фарма, а как ты смотришь вот чисто вот идея, вот, например, у Грузии свой, это просто вот идея, мысли такие у меня. Как ты смотришь на то, что вот в этой Nu, Грузии... царь доршam, да, mobilēšu. Naушник, ir atvalīts ar dinīri, jā. Да. Фарма, не прошло. Хорошо. Ну, идея есть такая, ну и мысли есть такие. Живешь, да, эксплуатируешь, и на то. Если у Грузии есть, у грузин есть свой алфавит, своя азбука, латиница есть, Insan своя... etmēr, sainagu. Он не проблем, что... Прошло, я вас... Вот, У нас нету времени, у грузин было времени, у грузин были свои писатели, свои лингвисты. Вайхан нет, сумно лоузва, с латиницы, ты идоль, 10, одно поколение вырастет на этой латинице. Вайхан нет, сумно лоуз. Мы и так опаздываем на 50 лет. Нет, я слышу, Халифа, не два, смотри, если это ты правильно говоришь, а я. Японцы тоже опаздывали, там, на лет 40, от Германии, от всего мира опаздывали, на деревянных, ну, на самолетах почти из дерева сделано, в самолетах они летали. Ну и суть. Мы тоже будем отставать временно, но резко поднимемся, как это сделали японцы. Они отставали на лет 40, 50. Прошло лет 10-20, и они резко поднялись, поумнели. Это как бы присуду, шум стериша. Самое главное, меньше реакции, но всех аму, Масова меньше реакции, у каждого же должно быть свое приспособление, свое, мое думаю, своя цель должна быть у каждого. У меня, например, цель, например, Ичкерии, у меня своя цель, у каждого своя цель должна быть сразу. Массу политик, да. Помимо политики, там другие промышленности нужно продвигать. Агрохозяйственная промышленность. Что, например, шаттл собрать тогда галп? Да, любой ум продуман. А инляем, должен быть старший курюш. Если у тебя есть желание, то ты будешь это делать. На данный момент
Нушатов, что мой думаю, чуть я буду из-за, но агрохозяйственная промышленность, вот это реально нужная вещь. Тогда, когда мы получим независимость, станем независимостью, ты вышел, что у меня агрохозяйственная промышленность. Инфраструктура сумма, есть идеи, есть мысли. Самое главное, нашу яхчани, и нашу яхта и гадет бяхара. Я сейчас определюсь, политика или агрохозяйственная промышленность. Просто. Я думаю, что политика у нас и так достаточно будет. Чисто для себя политика, а моя что агрохозяйственной промышленностью надо интересоваться. Потому что при получении независимости это прямо нужная вещь будет, экстренная вещь. Политика достаточно. مش عمل يحكي كروش политик. Приятش بعتها قوش приятلوش مواد достаточно. مش عقونش. Meşru yaptık ya oyunu. Which bir bu politik o politik o Ruç bulur bu değiş tam bu. Именно направить değiş tam. politik. Я хамуду хаям. Политик, да, дук which bir bu. Но хлеб важнее всегда. Любого политика, любого, я не знаю, там, чтобы иметь солдата, нужно этого солдата чем-то кормить. Чтобы это у солдата эти силы были, чтобы он сыт был. На самом деле агрохозяйственная промышленность это прям экстренный звонок после того, как ты получил свободу. Ну, вычурил, шумятся, нет. Политик, политик делаешь, причем, пусть говорит, что самое главное, много чего еще, помимо политики надо. Стара, шел урожай, хаяхуш, лах тухуй. 2 раза в год. Ты Почти представляешь, шаг. Халиф, ты представляешь, у нас до того хорошая земля в Чечне просто. Ой, ногти чуамел дикла, тухаем. Надо это Asmel duqlelin, ha. تصعديوش وربش ليواش قش دوت شواتر. يلتش در وربش ير. Самело тыкнер о юче единственное шекари посама сулгар и все. Хитам тыкнер юче это тыкай шекари посама сул. Остальное все было свое. Deel ineten woepers. Als tachtje, ik zit van geen dik woepers. Daar, zie ik wel ja, zo ja, Халиф. Он geen dik woepers. Deel dat, op de шекер, сейчас смотри, есть такое стевия, знаешь, что это посластитель? Посластитель, есть у нас? Стевия. Я тебе советую, вот тем более, по Европе, вот что я тем более, Халиф, что он стевия. شيكا إيمن وقع وبلاشتا إيش ده برا يرقواش إيمن بلاشتا برا داوي إيش بيستاورا كل سجع دوقش دري حتى مو يسامي مقلي تكوش زوز دي تسامي обрабатывать. Ну, куза, инц в данном случае вообще как бы перед всем миром как будто ногти там я хуш будет, что гарзна шептал, что ногти там фабрикат, сахумят. И этот прямо, и бура. Из нас стараются сделать дураков, у них не получится это. Делган, не получится у них это. Они старались это сделать с немцами, они старались это сделать, так, какие же еще народы были. Ну не факт.
Старались, да не получилось. Devam нашу hayat адаптируемся. Самое главное заранее быть подготовленным ко всему абсолютно. То есть землю надо будет пахать по полной программе. На нашей земле очень легко растет, например, в Айласках. Кстати, стевия, послушайте, щекаря ламиарду, кстати. Но вреда в нем ноль абсолютно. Щекара, адич, хабалта, щекар, халах, да, глюкоза поднимается у тебя, там, свертывание крови и так далее и тому подобное, там, белая смерть Олсона, короче. А стевия – это именно сладкая трава, медовая трава она еще называется. Очень полезная вещь. Я советую любому войновщику распространять знания. Это же сумма, поэтому я распространяю, чтобы войновчи здоровыми были наши. Мокшолиош. Щекар, на стевия такая есть, на посластитель. Натуральный посластитель, и самый натуральный, безвредный, тем более. Самое полезное нужно будет сажать на нашей земле. Маша Лен, Ломаса. Уюбарай, подсластитель. стевия, стевия. А есть еще такой посластитель, как эритрит. Эритрит называется. Это уже дымный сахар. Дымный сахар, да? Жимагилою, жим алсмота съездит давно. Ошо, да, ослабительный эффект юсун, а вот что алсана, эффект елич. Она вот дикая пула, вот этот эритрит, истерия, хорошие посластители. Зойца юльши. Если смешать их вместе, будет еще лучше. То есть стевия и эритрит, они хороший эффект дадут тебе. Стевия сама Хуца по себе. юльши. Хуца юльши. Не, лево, чего? Ёлши, бая? Да. Ты в каком смысле, посадил или что ты имеешь в виду? Или купил бы угла? Посадил. Растет здесь. Если ты захочешь, то можешь посадить. Семена продаются абсолютно. Я смотрел, я тоже хочу посадить худук, на нашей чеченской земле все вырастет. Все абсолютно. Лиличане у окуюрю. Лиличане, тащикуя. Лился ям, загнется тут же. Здесь знойное лето. Представь, у нас в Чечне очень легко растет конопля. Вот та удобреница, да, очень легко растет конопля. Вот эта конопля, из нее 25 тысяч полезных продуктов из нее можно изготовить. 25 тысяч полезных продуктов. Представь, где? Это, во-первых, масло из семян. Это, во-первых, всякие каннабиноидные примеси из нее можно забирать. Это уже более такое лабораторная работа. Законом РФ запрещено выращивание конопли.
Законом РФ запрещено выращивание конопли. Культивирование запрещено. Выращивание. Нет, выращивание не запрещено. Если ты агрохозяйственного целях ты это делаешь. Не запрещено. Ну, он То есть посмотри это просто, да, от разрешение. одного мужика в Краснодарском крае за один куст конопли, да, осудили на 6 Он для лет. тебя, он для кайфа это сделал, братан. Какая Кайфом разница? А занимается. как ты докажешь, что ты не для кайфа? Государственное исследования они проводят, лаборатории они проводят. Что за сорт ты садишь? Зачем ты садишь? Ты потом налоги платишь. Денежки им даешь, они разрешают. То есть в крупном количестве даешь гектарами. Я не видел такого законодательства, которое позволяет, а вот запрет видел. Ты для личного культивирования есть запрет. Для личного культивирования хайн талята да коровка ина шлах польгой обделанный олса утепление олса причем ультра фиолетовой лампочки одна, чтобы она от этого энергию получала. Туда посадил один кустик феминизированный, чтобы он у тебя рос там, ты его кормишь, поешь, короче. И это запретно. Культивирование. Да, Цыгат Иванович, договорки, нету такой оговорки. С Да тех пор, причем здесь как его РФ? отнесли к Я тебе говорю наркотическим про другое препаратам, он государство. запрещен. Да при чем здесь РФ? Я же речь про другое государство вел. Культивирование в то есть культивирование в Ичкерии, да. Посадка в Ичкерии. То есть, безусловно, Ичкерия должна будет заниматься этим, потому что 25 тысяч продуктов из нее готовится, 25 тысяч. Во-первых, это масло, ткань, потом в лабораториях, для медицины. Бумага, веревки, шайги, Да, да. Купюры, те же купюры можно из этой бумаги делать. Вот именно из конопляной бумаги, из конопляного волокна можно делать ту бумагу, из которой можно делать деньги, то есть купюры. Никаких деревьев не надо рубить, там, никакой там специальное растение. Вот именно вот это растение, все. А наша земля прям приспособлена под это растение. Это, безусловно, что окуманки хрупкие. То, что полезно, должно быть разрешено. Старший Пугуевич. Дело езды, дело амавид. Старший Пугуевич. Вы мяч пошел, из лила, что нам. Дэба, фейда, бог. Да, бог. Не думаю, Ты знал, что человек, болеющий эпилепсией, параличом, собой паралич моя, ты собой паралич моя, ты Паркинсона, да, Паркинсона, вот именно вот это вот марихуана очень помогает этим людям. Никаких лекарств, никакую лирику не надо. Общество, не единицы, болеющие эпилепсией, Паркинсоном. Очень много людей. Если посчитать, так. Поэтому надо заранее подготавливаться. Полнейшее приспособление, полез, что я кончил, чтобы сразу за дело браться.
восстановлении экономики. Чтобы не было такое, чтобы не растерялись, он поменьше ходить сюда ездить, а растеряться. Тогда нам надо заранее быть готовым ко всему, изучать все. Там лишь на своем яшу. Там, да, он у нас, он и Tādu lēmums dalēt, nu, šeit noči mai vadu āvienču. м, да, понятно, понятно. Taču borst bēš, ēmnešu āmasēnu borst bēš fundu būpēš. Okulrovi olziš, vāvišan bēbēn čučieč. Ar ugli mirni relīgi. Dukčohu marzojoja. الله يسوي فكونا واقفة عشان دوستك الله واتقوا واقفة الناس أنت انتهى واقفة أنت شايف واقفة وقولا يا كم الحمد لله الله يسوي فكونا واقفة عشان دوستك Duk bērtā bolšoši dabā ar duk bies. Jo da ēlā. Viņiem pušeļdien vahudi neplохо šveini. Šahum čedina vendino. Da gušam dušam. Eci kargi jāzlā hoši bojer bolš bukaš prēmēt čua. Kad vien dazats. Халиф и говорит, что ну, сейчас будет тема. Da es būtu, mēs camu atbuļš, canu oma. Canu teipnoš, tuknoš, canu mahkā halqi būtu nākbēc. Her bidhajo arboihum dēt cutola auši haquna wātī, haqari, hamurtadi, haqāfiri, haqunēdi bidātchiki, haqvart bāk biezīboš. Pustā die šrein просто шенка чецауш, хугулецауш. Просто хажаться умный со стороны. Да, и в чем дуре. Ради приличия хотя бы я бы замолчал бы, чтобы шум не делать, а надо. Просто, знаешь, уко и жопе верхняя, а ты уко сам и да, там, уно, вас, и не ждет, да, там. Он понимает, что ему ничего не сделает, поэтому я вспомнил за жопе мог. Камел дешевле бахан сиентолду имаду иквекmek, свинги сиедович что. Ну, я, я миру, борос масала, люди, что меня обвиняют, он у вас, он, надо это звание заслужить, конечно, но когда тебе говорят это принципиально, специально, то есть, фотография, а и тоже я, что юку и это, это, а то что он миру, что أحسن ميت وبوتو خان غير نوني عطاولا نعويرو يو حايشار تير نجويرو يو إشتادو يخويتو نصرونو إتستمدو Что там король гонится, самогасте? Сатмады уж сюда, их мотивает. Вывод. Не, это уже мостовые шумды. Это шин цалом, самот будешь, шин эдмо мостов, вот он. Ich nicht was, oder ja, sie das пришло, ну, найдем управу, полиция, мне надо, да, хорошо, управу найдем. По сей день находили управу. И целая вылка Амон Ворович. Что все будет нормально. Количество,
Так, ты у нас, получается, был юристом. Был Эльчи юридическое образование, там прокуратура, практик проходит юрис. Короче, Алмагари, Цадо, Айнгуштон, адвокат, Хомялджо, адвокат, Валатига, Хадуаш, вообще ума яц. Я один сказал, и по этой системе все поехало. Да, Бог побудет. Олег, я тебя понимаю. Никто не понимает, как я сейчас. Но это ерунда, Олег. Помимо того, что мы сейчас говорим, там надо и много чего делать, изучать. Именно юрисдикция, как бы и прав был на одном месте тоже не стоит. Ты и раньше это говорил, ты прав был. Пометки ашмаяки. Каждый повар особенно конституция, и закон шкит, ушмаяки, да. Статьи меняются, все это меняется. То есть не конституция, трудовой кодекс или Трудовой, семейный и ЦРД. Основополагающие законы не так часто и не так быстро меняются. Это я просто юрисдикция. Юрисдикция, юлдо, штуком, школьну дала Хока, Российской Федерации была, империя, там нету, там ширма, за ширмой вот этой демократии прячется полностью подмена понятий. Судья Голодского федеральный, Янгулбаев, который просто пачками сажал вот этих. И что, да, там не проблема до судьи, там до Верховной судьи дослужиться, но какой ценой? Потом, говорит, я им полный будущее даешь, там, халаву, детается. Жижгшду и бама, что дауито. Ну и дишел, наследство, хап, дахоларю, ну, хан, потом, исполнил Абах, Мапизи, и все припомнят твоим потомкам, 100%. Ну, короче, Viens vai komi ar advokātu vācīts komam paidbo vitan atkrīta. Čubukš был нахан paidbo vitan цанц ица оис фондаж уч воцы ван хама хай. Сада уч вац года. Да, там может по мелким каким-то преступлениям. Но когда государство заинтересовано и машинка поехала, против этой машины ты не попрешь. Тебя схавают вместе с теми, за кого ты вступаешься. да, это все понятно, Олег. Очевидно, он должен с Буша, все видно абсолютно. Я свое предназначение как бы уже нашел практически, да, политика же Амария, Шунгиидуса, но при этом агрохозяйственная промышленность. У нас уже стоят двигал, пойда, ажем бинас. Помимо политики. Надо много чего. Самое главное, нужна поддержка народа в этом деле, и все. Я еще он дешево он стимул есть. Нужна поддержка. Болельщики нужны. Halt.
suhurit beit vai sangi suhurit diez. Turция عشان барабан я царю рушился геш. Воркером. Самое главное, чтобы его не испугали потом. Гомогеномное видео гири на острове, что Зодсон вами, жировны, моха. Allah tešala, žinš malič labikandu tešala. Munda kelime. Так, вамыз дахант iya. Te uzindam zoala. Ne? Te uzindam zoala ma. Ne. Bizda de Evropa abo ve. Tipa putniks bušaš būs jalku baršarāt. Tietīzvās lēmušies nāk bukudā. Просто лаймаш, чуаш, лаймас, хиес меткюс, лаймас ес меткюс, хидуцен дрош. И лаймас ес локса, просто дыши, просто лаймас ес малояш бугана. Уже палки глупцы, короче. По факту ты не можешь, то есть ты уже более 5 дней в этой местности проживаешь, если то уже все ты возле мамы, да, видишь, да, тебя. Когда 5 дней, ты никуда не едешь, ты живешь там, значит, ты возле мамы, что Tas ir evč, nā, bolsu, короче, ищ цер ērdeļ dušēš tie pa mohāžieši, tu putniks, dušēš juhts adalpalts daīšuši, varboši dīsu tīcuši, lērāu ietiši, vai hāmete, ašmo, hats adoram, kefīriš deļ. No, čua, ja, met, davižu met, kā usumma jūži, haucakēčēšā. Ești dați bote, păi tu marchi o te uzi mamă știi și просто это нахер, аудиция. Тупизм. Это реально тупизм. Ну, помогаешь, что уже все смеется, это уже тупизм. Пустыня была, экономить теж будет. Да. Allez, заплачь. Европа, заплачь. Молдован, объяшку, Бога. Заплачь, мультия. Минимально, видите, уже от 1500-1800 $1800 штука за сач, каждый смены, каждый ночной смены, Аллаха зарплат. Ночной смены, Менеджер выбор, что, Сон жикчло, что совсем тысяча, ведуся пока. да, и тебя, что, менеджер, что. Ну что, бунджуари, Bun чава, можно я тебе. социал уже музык, вот, arī svarīgs šajā forsā. Koizer, soldā, uzsver, dienās halcedus, tā jūrvīļi, stoli, tāds augšnis. Allez, regarde, ничего более что, заправка мора, вроде бы, вроде до царя. Vajadzēja to pilotu šajā dēļ, zaprāka, samosaznis, do benzina, zaprāka, čuboja šlangu bāts. دائما تشور بيتلو شيء ستين إيرس عاستو ويشوالوش عشان بوبا Да, я помню это. Я думал, ты реально работаешь. А что там, кстати, даже если к этому, то тебя заправка обладаешь, нормально заплачу тебя вообще. Цера от двух смотря сахчка шулк
круглосуточную ещё кассирш разный, короче, так. Помимо этого, полный персонал. Безусловное официальное трудоустройство даже там. Да. Работодатель, он обеспечит еще самое главное, страховки. И есть он, работодатель, и дукашла бьютها полностью обеспечение. Он должен тебе и хардать больничный, что дизон, какой-то контракт разный, он цаншара. Обала давах еще контракт, что больничный выйдет, например, цаншара была лишь толщи 80% зарплат каждый месяц, представь, он год тебя должен кормить. Ну, такие правила. Такие правила. Взялся за дело, отвечай смело, как говорится. Да. Ну, а уже это диплом, умадал, сейчас конкретно было, уже стабильно, короче, доход выходит. Даже служебный машин гулять, хай машин заправка, ремонт, гуль. Даже серьезно фирмнышка, вот жилье, шайк обеспечивать, он фирму, смотря в какой сфере. Сундерец, наехать сами какие-то жилье, и транспорт, и вся проблема. Не думаю только о своей работе. Сундер, надо ведь. Так. Я зажимал это миру, вот тут я руку некоторое время. Увидимся через некоторое время.